الله أكبر 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 الله أكبر. Всех нас обманули в Вене, всех нас обманули, использовали теперь. Кстати, Плюс вам большой один рейтинг, из да. величайших, один из исламских мыслителей, Русне Леонхард, разъясняет долгий и даже, можно сказать, война. Что вы скажете после 3 лет изучения ислама во всех его величайших? Вы говорите, что вы разобрались. Что вы сейчас скажете? Можете выразить свою мысль? Я свою мысль выражу, то, что я думаю, что многие со мной не согласятся. Даже, может, ты не согласишься со мной. Я эту тему здесь затрагивал, она не интересна никому, меня выкинуть сразу с группы. Хату. Я денег, да, придется. Смотрите, мы слушаем вас. Скажите, после 2-3 лет изучения ислама, Корана, слово Аллаха, правда, изучение личной жизни Мухаммада, его биографии, всех подвигов исламских, арабских, что вы можете дать послушникам, последователям Мухаммада, а также поклонникам черного каменного идола смерти, тьмы, мракобесия, истукана Аллаха. Вот что вы нам скажете после стольких лет изучения ислама? Я скажу вот так. Ты имеешь право выражаться так, как ты считаешь нужным, как ты хочешь. Не хочу задевать там их веру или вероубеждение. Я просто скажу так. Это мое личное мнение. На самом деле все это иллюзия. Нас здесь нету на самом деле. Это Бог. Только есть Бог. То есть Создатель, Творец. Кроме Него ничего нету. Мы это всего лишь иллюзия. Всевышний проживает этот мир в разных телах. Просто это опыт. И все. Для него это опыт, развлечение, потому что ему скучно было, там никого нету, ничего нету, кроме него. Он создал это все внутри себя. И на самом деле нас нету. Есть только он. Мы только воображение. Мы представляем себе все это. А религия, да, они, как бы сказать, были посланники, но они не то толковали то, что сейчас до нас доносят, да, к сожалению. Это все было искажено. А травка, которую ты куришь, есть? Травка? Где такую же травку достать? Башаня, я тебе знаешь, что скажу? Я тебя вылечу, брат. Я раньше сам вообще реабилитологом работал. Я очень много наркоманов, алкоголиков вытащил с этой ямы. Приезжай, брат, я тебя вытащу бесплатно. Если ты в войнах, я тебя бесплатно вытащу. Хотя сейчас я этим ремеслом давно уже не занимаюсь. Леонхард, подождите. У нас в гостях раб Аллаха, поклонник Мухаммада, один из величайших преданных мухаммадовцев. Поэтому не отвлекайтесь. Знаете, вопрос я вам задам, Леонхард. Вот вы сказали, каждому Бог, каждому свое. Значит, исходя из ваших слов, вырисуется такая картина, я делаю вывод, и наши слушатели тоже, что вы отрицаете существование Аллаха, святость Аллаха, а также его посланника Мухаммада. Я так понимаю? Нет, почему? Я этого не говорил. Аллах — это просто арабское слово, как у нас дело, вот дел, Бог, God, Аллах — это все одно и то же. То есть от существования Творца я не отрицаю. Он есть, я в него верю, что он создал это все. А касаемо религии Мухаммада, тоже я не отрицаю.
Иисуса не отрицаю. Я думаю, они все были. А, Они были великими людьми, которые Хорошо, можно вопрос пытались такой задам? Хорошо, вопрос. пробудить, Подождите, Леон Кастер, пробудить. подождите. Леон Кастер, давайте не будем теологически. Мы конкретные ребята, мы хафизы, мы знаем Коран наизусть. Сура 19, аят 17. Вы принимаете его как есть? Так, если не ошибаюсь, там что-то про мальчиков, да? Касаемо мальчиков что-то. Не, это сура 76, аят 19. Сура 19, аят 17, это про то, как Гаврюшка Джибраил приходит к моряшке, святой Марьям, и делает такие вещи, которые, салам алейкум, и она рожает Исика. Это разве возможно? Вы говорите, я принимаю Нет. это. Вы это принимаете? Если что, Винни, у Исы, мир ему, у Исик. него, Называйте у его него, Исик просто. Алейхиссалям, говори, брат. Алейху алям О, салям. алейхи ассалам, а почему я должен говорить алейхиссалам? Это арабское выражение. Я сейчас на русском Представьте ислам. разговариваю. Рахимулла, говори, брат. Когда ты произносишь его имя, Хорошо. это по Леон протоколу Кастер, так положено. Да, Виталик, мы Нет, вас по приветствуем. протоколу, Альберт, я же сказал мир ему. Винни, подожди одну минуту. вы Сейчас я вот с этим отвергаете чуваком все поговорю. равно в ваших высказываниях существование Аллаха и его пророка Мухаммада, потому что вы не принимаете всю святость и мудрость, исходя из ваших слов. Понимаете, вы уже здесь занимаетесь ширком, как говорится. Вы в куфре. Вы в куфре, понимаете? Леон Кастер? Вы под травкой. Кто это выбрал для меня, что я в куфре? Кто это сказал? Давайте, Вот Леон эти Кастер, люди... смотрите, давайте сделаем. Давайте, Леон Кастер, Не-не-не, смотрите, сейчас, давайте одну сделаем так. минутку, Винни, пожалуйста, Дайте одну секунду, я минутку, вам- подожди, Да. собрни Я дам вам дёрновство. закончить. Я дам вам закончить. Ну, послушайте, я вам дам закончить. У нас в гостях раб Аллаха. Как вы закончите, мы продолжим с рабом Аллаха. Заканчивайте вашу мысль, Леон Кастер. Вот этот человек, который сейчас мне говорит, надо говорить алейхиссалам, ради Аллаху анху и еще там все такое. Этот человек, я уверен, он не читал Коран, чтобы его понимать, что там написано. Я И хафиз, брат. какой ты хафиз, блин? Ты Мавалита. можешь объяснить нам, что Нервничает, это молодец, значит? нервничает. Не, алейхиссалам, Аллах, Что это значит? на русский переведи, Алейхиссалям, да, это мир алейхиссалам. благословения ему. А я Мир и что сказал? благословения Мир ему. Иса, мир ему. Слушай, я что сказал? Я сказал мир ему. Это то же самое. Нет, ты излишне возбужденный сейчас. Я Излишне возбужден, возбужденный. у меня работа такая сложная. Вашаня, у меня работа сложная. Я... Спокойно общаться, он сюда, паничу. Не, ажна антитеррор. Ажна антитеррор. Соқами алды ашуар. Армихани, юқиван. Он Аллаху алим, не Бог. мачувалу шмоусу, брат. Он дикнигу шмоусу. Эдал соволс группичу, ахузди узблокнутый науниш, постоянно эдал донцы не штумштыч. А я знаю, антитеррор. Санками алды ашуар. Я вообще тебя что, трогал, что ли? Что ты залез сейчас? Механик босса, там я летаю, но как сажим, але аро, что-то, айолон. Не, а что ты залез в разговор? Ты кто такой вообще? Ты здесь кто? Ты Это здесь просто регулятор ладушно или кто? высо делаешь, паник все, прилишь выстроить, яхи это за убо. Не, все, камел, Там Висхел ладош. механики, он делает, он истушвор, сон дая, айолон, так, выстроить. Ага, я разговариваю, ты залазишь в мой разговор. У меня такое состояние, да, я возбужденный эмоционально. Меня сегодня возбудили, понимаешь? Может быть, Всякие не вовремя вещества. было. А? Так для этого же есть много, короче, моментов, чтобы там разбудиться. Да. Возбуждай, ибо невозбужденным будешь. Хозяин. Да. И что он? Не, смотрите, ребята, я ни одного из вас не вижу своего врага или там Мастахсан Сахедшунсун. Вы не подумайте меня, пожалуйста, не воспримите. Альхамдулилля, Это не иман агрессия. чувош. Да, это не агрессия, брат. Я Коран читал, я истинный я мусульманин, брат. Ты не понимаешь просто. Я не верю то, что вот
та религию, которую мы Вы исповедуем, мусульманин или она не не мусульманин, искажена. Джон Хаттер? Вы так и не ответили. Вы мусульманин или не мусульманин? Вы поклонник Мухаммада или нет? Вы так скажите, я мусульмановец. Вы можете сказать с уверенностью? Четко, ясно. Смотри, Винни, у меня есть вера Всевышнего. Я покорен ему. Я пытаюсь максимально делать добро людям и не пересекать их. Я не Понятно. пытаюсь Просто скажите, им не смотрите, делать Джон Хаттер, плохо. А я вам все, задал что вопрос. касается... Понимаю, я отвечаю сам на него. Допустим, меня называют, меня кто-то спрашивает, мне задается вопрос. Вы мусульмановец? Я говорю, да, я мусульмановец. И он говорит, почему вы мусульмановец? Я говорю, я кверху зад заднеприводный. Я всегда стою на намазах. Я говорю, ла илаха иллаллах. Я тот, который как бы мне что ни сделали, хочу уже, да, я признаю этот факт. Я заднеприводный кверху зад. Я Не, говорю, ну это хорошо, алхамдулилля. ладно. Хорошо, Винни. Я понимаю этот факт. Я вот так скажу тебе, Винни. Я, короче, всю свою жизнь эта тема меня интересовала. Я всегда ей был заинтересован. Я видел, что есть какие-то нестыковки. Вот антитеррор, ну, хоть и мы с ним не поладили, но я должен выразить ему благодарность, то, что он меня натолкнул, да, на, как сказать, на то, чтобы я критически хоть раз в своей На жизни... размышления. Сомнение На- вас пробудил. Вас пробудил сомнение. Да, правильно? Да, сомнение и заставил меня критически хоть раз в своей жизни отнестись вот к этим хадисам, вот это все, вот, чтобы я задумался об этом с другой стороны. И когда я начал это рассматривать, я начал свое расследование и ушел вот в ту сторону, откуда все это пришло к нам, да, вот эти все писания, да. Это все из Вы проход, да? шумерских... Знаете, Лева Хаттер, вы, смотрите, давайте вот так. Это не монолог, это как бы общение. Вы ушли туда, откуда это все пришло, и вы пришли к заднему проду. Вот так мы это понимаем? Только не проход уходит из плана. Не, задний проход, ты вышел с заднего прохода, Винни. Если ты так разговариваешь, я тебе подчеркну. Не, я вышел оттуда, я признаю, я вышел из заднего прохода, потому что весь ислам, он крутится сзади заднего прохода, сзади. Я признаю этот факт. Я просто что хотел сказать. Вы говорите, я туда пошел, откуда все это пришло, я дошел. Вы дошли до того момента, когда вы осознали, что все в исламе крутится вокруг заднего прохода. Что все выходит из заднего прохода. Или нет? Не, я так грубить не хотел. Я хотел сказать, что все грубо, это из это факт. шумерских источников. Ну, для тебя пусть это будет фактом, Винни. Я тебе еще раз повторяю, я здесь не для того, чтобы оскорблять какую-то группу. Не оскорбление, это факт. Почему вы говорите, я не хочу оскорблять? Вы называете вещи своими именами. Там нет оскорбления. Не, ну смотри, если англичане есть заднеприводные, для меня это не значит, что все англичане заднеприводные. Ты понимаешь? Ислам вот, Ты заднего красишь прохода. всех одно Там и все то вокруг прохода. Где задний проход? Они кверху надо, все No, no. заднеприводные. Я тоже No, такой no, же. you are brushing, listen. You are picking everyone do that. Ты понимаешь? Понимаю, вы заканчивайте мысль. Люблю ради Аллаха. Хорошо, Винни, ты у меня спросил, я тебе ответил. Мой взгляд на это. Все, вот это все идет с шумерских писаний. Вот почитайте, Какая поинтересуйтесь. связь между исламом, Мухаммадом и шумерами? Можете вот эту связь как-то нам показать, чтобы мы могли ее увидеть? Это долгая тема, я не буду у вас время отнимать. Ты сам Но вы же возьми. говорите, есть все Нет, шумеры смотри, и ислам. Как ислам и Мухаммад попал к шумерам? Смотри, шумеры оставили глиняные эти писания, да, на этих, как их называют, глиняные, Петровники? ну, пусть будут таблички, да, clay tablets, вот по-английски называется, clay tablets, вот на них они оставили писание, там все то же самое, что у нас в Библии и в Коране, то есть и потом... У нас это у кого? У нас в Библии нет, я мусульманин, я Библию не признаю. Ну, ты тогда не мусульманин, если ты Библию... Я мусульманин, я мусмамадовец, я коренными зубами вцепился в член Мухаммада и хожу довольный, гордый. Сейчас это, Винни, мне тут по работе звонит, я сейчас 3 минуты, я вернусь, я сейчас вернусь. Что, возвращайтесь, можно.
Так, у нас в гостях был раб Алляха. Вот хотелось бы с ним пообщаться. Раб Алляха, вы здесь? Раб Алляха, выйдите на связь, пожалуйста. Аллаху Акбар! Кстати, когда вот начинается азан, готовьтесь вставать кверху задом. Альхамдулилляхи раббил аламин. Кверху Аллах. задом. Да, Крип, говорите, что вы хотели сказать? Что значит кверху задом? И почему вы говорите стать кверху задом? Кверху задом же вы встаете, когда вот начинает Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Это азан. зад Потом вы Икамат делает, а так потом про все намаз, встают да? кверху задом. Не правда, что ли? И все сзади стоят и смотрят на зады друг на друга. Ну, все кверху зады заднеприводные. Не правда, что ли? Это, понял, о чём вы про намаз. А вы не согласны, да? Можете озвучить вашу точку зрения? Мы всем даем слово. Ну, это больше как гимнастику видел, но не как кверху задом. Это гимнастика, секретная гимнастика. Там еще есть такая подоплека заднеприводная. Если вы все узнаете, вы задумаетесь над тем, стоит ли ходить в мечети, чтобы задом вставать там. Потому что, когда мы встаем кверху задом, Ну, это же идет смотрите, еще там могут из-за пострадать задний, расизма. подождите, Я, задний проход может пострадать. Там все арабы на этом только зациклены. я ни об одном случае не слышал, чтобы в мечети атаковали в задний проход во время Вам намаза. рассказать про арабский исхлам, когда Мюзмамад и его компания, ну, это ансары, табиины, занимались тем, что друг другу проходы очищали. Рассказать вам историю? Это достоверный хадис. Я не слышал о таком хадисе, буду признателен, если просветите. Хорошо, сейчас. Но мы-то хотели сегодня читать Коран, на самом деле. Мы просто хотели тупо зачитывать Коран. Мы остановились на суре 2, Аль-Бакара, корова. И 21 аят из 286. Но раз вы настаиваете, чтобы мы зачитали про исламскую гомосексуальную любовь между всеми мусульманами, особенно между Мюзмахмадом и его ансарами. Вам известна история, что Мюзмахмад сам был в детстве как бы травмирован тем, что ему прочистили задний проход, его двоюродные братья. Я не слышал о таком, опять же, был бы признателен, если поведали о чем. Вот можно вам вопрос задать? С какой целью вы интересуетесь? Зачем вам эти заднеприводные истории? Вот такая идея. Есть Я хадис потому такой, что где никогда не Мухаммад слышал об говорит, что этом его... и сильно сомневаюсь, что такое Да, может быть. да, Поэтому да, именно да, хадис я не есть слышал. такой. Есть достоверный хадис, где Мухаммад говорит, что его брат Фахатта Каирды сделал ему, что в переводе означает обесчестил, изнасиловал. Могу назвать, какой это какой хадис? хадис, Можно где это все, и прочитать дословно, если надо. Ну, если просто дадут номер слово хадиса люди. было бы достаточно. Вени, Вы можете зачитать, можно зачитать, но всем даем слово. Пожалуйста, зачитай. да, у меня тут глава изнасилован. Мы зачитаем, никаких проблем. Ага. Читайте. Мустадрак Хакима. Передается, что в день взятия Мекки Саляма сказала пророку: это твой двоюродный брат, сын твоей тети и твой зять. Он ответил: мне они не нужны. Что касается сына моего дяди, то он меня. Что касается сына моей тети, то он сказал мне в Мекке то, в Аль-Мустадрак Хакима 4359 хадис, что этот хадис сахих и соответствует условиям сахих муслима. Также уточнил, что этот хадис достоверный и соответствует условиям муслима. Тот же хадис передал Ибн Хаджар Аскаляни в Аль-Исаба фи ат-Тамайyiz ас-Сахаба, в 4 томе, 11 страница. Тот же хадис передал Махмуд Аль-Масри, Сира Ар-Расуль, страница 546. Так вот, он изнасиловал меня на арабском тут,
написано «Фахаттака ирди». Но, как известно, как всегда, наши братья-мусульмане тут неправильно, конечно же, переводят и пишут, что типа «обесчестил». Типа там. На деле тут 3 словаря, все 3 словаря приведены. Это слово переводится полностью этимология. Словарь арабского указаны 2-3 значения глагола. То есть запоминайте, изнасиловал меня. Тут арабском Мухаммад использовал словосочетание. 2 слова, запомните. Так вот, така использованного пророком 2-3 перевода словарей. Така, без ирди. С каким существительным он был использован? Словосочетание со словом будет означать насилие, изнасилование. Муадям аль-Рами словарь означает одежду, изнасиловать. Муадям арбия аль-Муасира. То же самое, одежду изнасиловать. Лисануль араб. Название. Разрыв и раскрытие покрывала одежды. Как пришло в хадисе от Айши. Я опорочила ты честь, стала она на землю. Ты потянул покрывало или одежду, разорвал или оторвал кусок так, что стало видно то, что за ней. Муслимы переводят как опорочил честь. Но у всех это словосочетание вместе с «эрди» перенасиловал, то есть лишил чести. Я не слышу, какой это номер хадиса? 4. Аль-Мустадрак Хаким. Мустадрак Хакима. Сборник такой у Хакима называется Мустадрак. Что-то я пропустил. А хадис про что? Можете повторить, если не сложно? Про то, что Мухаммад был изнасилован его братом двоюродным. По-моему, сколько ему лет осталось, когда он брал Мекку? По-моему, 2-3 года ему до смерти. Ему, по-моему, уже... Кто-нибудь помнит взятие в Мекке, сколько, возраст Мухаммеда? Вылетело из головы. Армат, sen ne şey Nikolay ya da şey Nikolay aynı oldu. Дяди, сын моего дяди, Бог кто? Сын твоей Ne o тети, şöyle, тети. ne o şöyle, ne o şöyle. Чуть. Он за дядя, только за как Скорее нет. Он Нормально. воспитывался ненхой, поэтому нет. Нет. Нет, он же где Абу Талиб там. Абу Талиб. Его же дядя воспитывал. Потом Где? Там. ненхой больше молодой. Потом, да. Не помню. В общем, взятие Мекки Толшена, Саляма сказала ему, там они победа, у них триумф, они взяли Мекку, победили, то, к чему стремились 20 лет, хотели завоевать, Мухаммед стал царем всея Руси, то есть всея Аравии, и все, И тут Саляма говорит ему, представляет ему, вот твой брат, двоюродный, вот твой зять, и Мухаммад говорит, они мне не нужны. Что значит, что касается вот этого сына моего дяди, он меня в детстве изнасиловал. А что касается сына моего тети, то он мне что-то сказал, что мне не понравилось. Тут не сказано, что именно ему сын и его тети сказал. И тут написано, что касается сына моей тети, то он сказал мне в Мекке то, что сказал. И не уточняется, что ему сказал. То есть его двоюродные братья его обидели где-то когда-то в детстве, и он им тут, когда взял Мекку, это,
предъявляет, короче, не нужны мне вы. А почему он не убил тогда этого своего насильника? Так, ну, двоюродный брат, понимаешь, вот семейство, как бы, оно властвующее, они же, ну, у них же власть. Он же, даже Мекку захватив, он же не свергнул всех своих родственников, курайшитов. Он, когда Мекку берет, он перед ансарами дает 70 верблюдов курайшитам. И когда ансары паникуют, типа, ты нам ни хрена не дал, мы с тобой с самого начала, а вот этим нашим врагам ты даешь 70 верблюдов. И началась паника, и Мухаммад говорит им, типа, вы не понимаете, я вот таким образом, типа, их подкупаю, типа, чтобы любовь к исламу в них, короче, возбуждаю. И после этого, как мы знаем, он курайшитов так и оставил, возвел он не свергнул, он просто как бы заставил их, ну, принять и его тоже в свой круг, который его ничтожеством считали, он типа доказал, что он теперь типа не ничтожество и так далее. И все, он как бы, я не думаю, что он мог убивать там своих родственников и так далее. Как бы он зависел от них, он зависел от рода и как бы от поддержки. И все-таки это политика там как-то действует, как-то рубить, бить, убивать всех подряд, родственников, не родственников, как бы. Это крайне сомнительное дело, тем более в таком общем. Еще он же, ну, чисто свой круг мекканцев, как бы он тоже не действовал так жестоко с ними. Он их опасался. Умара Абу Бакр сильно боялся. Они постоянно его по башке бьют и говорят, типа, ты что, ты дурак? Почти что, если ты хадисы читаешь, у тебя будет такой впечатление, Мухаммад такой, сейчас я тут, короче, сейчас я нагажу. Либо Умар, либо Абу Бакр постоянно дают ему подзатыльник. Ты что, дурак? И это на протяжении всего ислама, от начала и до конца, пока ты читаешь. Мухаммад что-то тупое делает, и Абу Бакр всегда его в чувство приводит, либо Умар. То есть это некая говорящая голова банды, и все. И штихать туда, что он убивал и так далее. Да, Двери Исхоль, да. Благодарим нашего формата, величайшего исламского мыслителя, улема. Он знает все наизусть. А по поводу, сейчас, подождите, сейчас, по поводу взятия Мекки. Тут вопрос был задан. Ну, нужно знать, чтобы люди понимали, когда. 20 числа месяца Рамадан 8 года, хиджры, 11 января 630 года, значит, по современному, произошла величайшая победа овладения достопочтенной Меккой. А если в простонародье, то ни хрена там ничего не произошло. Арабы пришли к арабам, и один музмахмадовец араб, которого зовут Мизмахмад, пришел к своим братьям курайшитам, которые его знали за то, что он всякие сказки сочинял. И он как бы овладел силой этим городом и дал признать себя как одним из этих величайших курайшитов. Вот такая вот история. Так, что там за вопрос был? Разрешение, Винни, можно вопрос задам? Да. Вот мне просто интересно, я не собираюсь дебаты вести, спорить с этим человеком, просто если он слышит, пусть, по-моему, еще механик, куда мы, ой, механик. Он на Суне сейчас. Не, просто вот, я знаешь, какой хотел вопрос поставить, да? Вот, я так понял, Нохчу Ухайз и механик, да? Война. Личного ничего нету. Я тут говорю... Мы говорим об исламе, личного тут ничего нету. Личного ничего нету, вот именно, что это не лично. Я просто для себя хочу понять, да, вот. Я ему говорю, мир ему, вот я говорю, мир ему и все, да, а он мне говорит, алейхиссалам надо говорить. Онохчу вала, дел салам хулцун, гунцоола, худо ожду асуек. Алейхиссалам. Алейхиссалам это арабское слово, то же самое, что означает мир ему и дел салам хулцун, да.
Вот надо задуматься об этом. Вот те, кто слушают меня, да, задумайтесь об этом. Она больше имеет силы, когда ты на своем языке этом говоришь. Что, если я скажу Дейл салам хуюцун, а не алейхиссалам, и салам, да Так, хочешь о, дать, так. да У нас хочешь дать, гостях салам. Леон Хартер. Да, да, мы поняли, мысль поняли. Да, вы хотите сказать, что лучше говорить на чешском языке, чем на арабском, понятно. Вы признаете святость Свою мощь. идентичность, я об этом Повышенный говорю. риск большой, что не дойдет просто. Не, подождите, Наверняка. он хочет сказать, что Да. он признает всю силу и святость чеченского языка по сравнению с арабским языком. Он признает всю силу и святость чеченского языка. Чеченский язык очень мощный язык, святой Я не язык. признавал, я чеченец. Я просто говорю, не теряйте свою идентичность, верьте в что А смотрите, хотите. Леон Хартер, а тогда вопрос исходит из того, что вы сказали. Вот, например, если я сейчас начну говорить Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. На чеченском есть ему аналог, вот, чтобы по-чеченски это сказать? Салях, по теме вопрос. Хаттада Нагадали по Корану. Сейчас я ему задал вопрос, пускай он ответит, а потом ваш вопрос. Хорошо? Извините, пожалуйста, прошу прощения. Вот по-чеченски можно сделать вот этот Аллах Акбар? Винни, я не задумывался, честно, я об этом не задумывался, но Хорошо, Аллаху давайте Акбар раз. Бог, Дел Воку Бог, ну ты, Аллаху Акбар. Значит, я вот когда делаю азан, я должен Дел Воку, Дел Воку, Дел Воку, Дел Да, Воку. да, Правильно? да. Я понял. А что делать с арабским языком? Ведь на нем все написано. Мы же молимся на арабском. Мы же говорим Бисмиллахи рахман. А как на чеченском вот это? Я не понимаю. А ты попробуй на своем языке помолиться, ты увидишь, какая Когда вы сила. в этой отрицаете молитве. тогда Аллаха, если вы такие мне вещи предлагаете, значит, мы не признаем всю святость священного Корана, его мудрость и чистоту. Правильно я понимаю? Почему? Значит, Почему? В Коране очень много мудрости. а и что там? святости. Подождите, давайте тогда. Смотрите, давайте тогда. Мудрость, да, смотрите. Сура 19, аят 17. Какая там мудрость? Ну, Винни, смотри, брат мой. Вот смотрите, Можно сура это... 76, аят, А? сура 76, аят 19 по памяти, да. Или сура Помолись. 33, аят 51, 50. Это что такое? Это там есть святость, что-то умное? Смотрите, я уже Помолись. начну читать. Помолись. Смотрите, давайте. Смотрите, Леон Сейчас. Хартер, смотрите, вот, прошу прощения, смотрите. Мы во второй суре, 21 аят, смотрите, вы говорите, там много очень святого, смотрите. Сура 2, Аль-Бакара, корова, 21 аят из 286. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Хорошо, переводим на чеченский. О, люди, поклоняйтесь нашему, то есть вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас. Быть может, вы устрашитесь. Что тут святого такого, того, что мы не знали, что мы не можем знать? Объясните нам, пожалуйста. Винни, я это выражение по-русски не знаю. You are cherry picking now, you know? You are cherry picking. Ну, понимаю. Скажите, хотите на киргизском скажите? Я понимаю, между прочим, киргизский, казахский, тюркский языки всеми владеют. По-кыргызски я не умею, к сожалению, разговаривать. Я его в молодости учил, потом я уезжал просто на долгое время, и я Куда вы забыл. уезжаете? Вы куда уезжаете на себе? На учебу стать хафизом? Я жил за границей в Европе очень долго, Винни. А если Очень секрет, в какой стране? В какой почти стране? 20 лет. А? А где вы жили, если секрет? Ну, на таком острове очень таком большом. Эпштейна, остров Эпштейна, да? На 20 острове Эпштейна. На вы Туманном Альбиносе я жил. Вы 20 лет там прожили, и вы не пришли в чувство, вы не поняли, что арабы всегда врут, что они лгут, что у них 1001 ночь сказок. Вы так и не поняли это? Винни, знаешь, я духовный человек, да, вот чем Понятно. религиозный. Вы И, хотите сказать, что вы духовитые, а все другие не духовитые, да, я так понял? ну, в плане духовитости мы все духовитые, просто
Я просто неприземленный, да, Вы я просто там. жесткий духовитый, да? Смотри, давайте дадим слово. Леон Хан, давайте не будем монополизировать слово. У нас в гостях раб Аллаха был, и у нас есть сильнейшие музмамадовцы. Надо их представить. Они вообще очень преданы Музмамаду. Они, ну как сказать, они отбитые полностью на голову. Они ради Музмамада готовы на все. Так, давайте я про их ники сейчас. У нас в гостях, подожди, куда он делся? Тут у нас сильнейшие музмамадовцы, на самом деле, в гостях. Мы хотим им дать слово. Куда они следились? Я считаю, Бежали те, кто в не Москву. это хорошие Мы люди, с вами очень всегда. много. Да. Музмамадовцев не может быть хороших людей. Музмамадовец, он хороший, когда он уже не музмамадовец. Музмамадовец по определению, что они готовы на все ради Музмамада. А мы не можем это позволить. Мы должны уничтожить на корню музмамадовскую идеологию под названием ислам в чеченском обществе чеченской нации, других наций. Пускай, пожалуйста, верят. Мы не запрещаем. Мы, наоборот, укрепляем их веру, их иман, их исхан, их таухид. Мы все укрепляем. Мы даже им будем покупать Коран, строить им мечети, чтобы лишь бы они оставили чеченскую нацию в покое. Но в чеченской нации ни один чеченец, нормальный чеченец, который знает свою историю, не может говорить, что он мусульманин, потому что, когда он это говорит, он автоматически признает, что он кверхузад заднеприводный, что он является поклонником, насильником, мракобеса, педофила, растыкля маленьких детей, разбойника, обманщика, сказочника, грязного, страшного, заднеприводного кверхузада арабского, бедуинского, Музмамада, а также их идола каменного из черного камня, истукана, идола черной смерти, тьмы и мракобесия, а также луны Алляха, верховный идол среди всех арабских идолов в то время в Мекке. А мы не можем это допустить, потому что чеченцы должны освободиться. Так, да, говорите, слушаем. Так, кто это сказал? Что там кто сказал? Да, говорите, слушаем. Кажется, среди нас есть музмамадовец. Да, говорите. Говорите, вы музмамадовец, признаете, скажите, ла иля илля Мухаммад Расулуллах. Мы тогда признаем. Дадим вам слово. Говорите. Да, задавайте вопрос, да. Если тут есть музмамадовцы, они отреагируют. Задайте вопрос. Шкульчах и Сура Марьям Агир, по 30 реактации, что интересно, и персон, если прямо лист холодаться, с писанием пришел я раб Аллаха, и с писанием Елхальщан, и прям с Инджилом он родился, или как это вообще понятно. Разобрать и да, Салам Аллах, Ваша, алейхи салам Аллах, а то наедут тут все. Алейхиссалам. Вопрос принят, вопрос зачитан, вопрос услышан. Можно я отвечу, Вини? Можно я отвечу, Вини? Да, отвечайте. Да, сегодня ваш звездный час. Короче, говорите. Да, не говори, блин, я аж сам в шоке, что еще меня отсюда не выкинули, да. Короче, касаемо Исы, мир ему, смотри, он исчезает с Библии с 12 лет до 30. Это время он уходит в Египет, там он набирается знаний, потом он уходит в Тибет, там он изучает лечение, там, используя энергию, потом он уходит в Индию, Про Музмамада там он говорите? изучает... Подожди, уточнение, вы сейчас про Музмамада говорите? Вопрос был про Ису, я сейчас про Ису говорю. Вы отвечаете про Исика, да? Есть музик и эйсик. Вы как их называете? Да, про Исика продолжайте. Я про Ису сейчас отвечаю, вот, и потом он возвращается обратно в Египет, и оттуда уже у него видение происходит, и он на Ишаке уже заезжает в Израиль. И там начинает учить. И он пытался, как и все они, он пытался просто донести до людей, чтобы ихнее сознание раскрыть, да, чтобы Христос проснулся в них. Он есть в каждом из нас. Да? Что за чушь ты несешь? Каждый из нас Хорошо. Борислав.
Да, мы ради Халид, Аллаха, мы все Халид, братья. Да, Халид, да, 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 да. Личности не Халид, по надо, личного тебе, ничего нету. Это только без личности. мне свободу Ну, слова. Я Все-таки несу можешь то, что ответить я на этот хочу вопрос? нести. Если тебе не интересно слушать, не слушай, Халид. Мусульманин, между прочим, наш брат На в вопрос исламе. не отвечаешь. Сейчас, На вопрос не подождите, здесь очень отвечаешь, интересная тема. Саша. На вопрос Сейчас, можешь ответить? подождите. Это очень интересная тема, мы обсудим. Сура 19, аят 30, мы уже забыли. Тут Леон Хартед, я являюсь модератором, как бы, хотел бы сказать, что Халид ибн Валид, это ваш брат во Христе, тоже музмамадовец, между прочим, очень упертый. Очень упертый. Халид ибн Валид его называют. Халид ибн Валид, Халид ибн Валид. Вини, у кого ты научился разделять и властвовать, а? Вини. Музмамадовцы, все музмамадовцы, я тоже музмамадовец. Кстати, напоминаю, я своими коренными зубами вцепился в член своего отца и являюсь очень хорошим, покоренным, покорным музмамадовцем в исламе. И ради Христа, во Христе являюсь вашим братом. Кстати, Халид бин Валид, есть холоп? Халид ибн Валид, İslam'a zihana çişkek halat yapar. Bir kul diye hajbat lehta yapar. Mecda hadat. Bir kukş biyo haj. Kukş der biyo haj. Kız hay. Haj yok. Mecda çana. İştam kulhon iş Allah'ın de koç etirsin. Selamış ol. İştriti on yatsıgı. Biz falan. Пылесос, ты чего? По психоделика мы усун войзен асцани. А ведь спонтанно и что главное, да, психоделика, вы брат наш, брат во Христе. А за главное, да, это видео, юктига, там укейте кюч, шлинишуца, так халаваты, да, тишки, шалатон, да, это шкейте кюч, да, там бухульш. И садохум, что хайди чудидра, му врез, говорю. Ламас дух цедуй бабик. Ламас душ, молодец. Ламас фатва душу. А это лично баца, бяхман был чем удацаешь. Если даже вы вставили половой член во время месяца Рамадан, но не достигли оргазма, ваш Рамадан, это самое, сохраняется. Так что тут такие очень тонкости есть, нюансы. А у меня такой вопрос. А что, сюда уже этот женский пол не впускают, да, в этот чат или что? При чем тут женщина? Зачем вам женщина? Мы же мусульмане. Женский пол, рус, мус. Как это твой этот вообще? Пус это ты, Пус это твое имя, Пус. А я знаю, я кекаю гомер, рус, Пуси вообще антитеррорные это казахстанский шмойл, что ты натуральный диван. А я знаю, бабе, казахстанский шмойл, что ты нахчу мата, а бить да амин ёлом, что ты ой, бабе, рус. А где تقدر عورس تورع ما يريد هنا دليل تنقوا حديثا وين ما عدي تقدر عوراس تنقوا حديثا تنقوا حديثا Москва تنقوا Москва يق مايو конкретно تنقوا Москва Красной площади? А систа братишка тигда вагатин киек дадо ватер. братишка нас хаунадна дедук хавара дена тна лелен وين موزل يرجع تعورنا موزل لين بعد دوارات عندي دقد تورع ما يريد Абар, сам Альта, Леон Хартид, ну зачем вы так Я этих телефонных воинов, знаешь, сколько видел? Леон Хартид, Сабадыч,
Зачем так жестко сразу применять сунну Мухаммада? Зачем вот эти задние жопные дела здесь расписать? رمزا ويتم قدونس رمزا تطورونس كاملة. Сабада. Аллах Акбар. Давай, давай. Оказывается, ты вообще... Лям Хатис. نونا رمزا نكيك عقي عورا دين عطون غلق بلا في دراس يوبني بلا. Абар Сабада Сихула. Лям Хатис. Лям Хатис, не вынуждайте нас применять к вам санкции. Индикели. Смотрите, зачем сразу, вот человек вам что-то сказал, и вы говорите, где вы, я вам это в задний проход сейчас нужно. Зачем эти жопные дела сразу, мусульманские, исламские, арабские, применять чеченцам? Зачем? Вот что вам это дает? Вот взяли чеченца, вы изнасиловали. Вот, например, Лям Хатис, я ваш покорный слуга. Допустим, я на месте нашего брата Абурга. Вот вы приходите на Красную площадь, какого-то вы мне братишку присылаете. Он меня изнасиловал на глазах у всех на Красной площади. Ввел свой половой член в мой анус. Что это вам дает? Вы, значит, доказали мне свою правду? Вы мне доказали, что я не прав? Понимаете, о чем речь? Зачем вы применяете арабские сунны, все вот эти мухаммадовские, вот эти вот жопные дела арабские, Винни, которые они это выражение такое, ты прекрасно знаешь, что это выражение не буквально, не в буквальном смысле. Как? Подождите, Лянка. Как можно сейчас понимаешь? Ну подождите. Да я его за своего отца, блядь. Это просто телефонный гангстер. Я даже внимания не обращаю. Дайте сказать, это все понятно. Вы разозлились. Я понимаю. Но зачем такому же мужчине, как вы говорите, я вам Асукиднобол, его канал вообще, что это такое? Вы это считаете нормальным? Нет, Хасанул, что это? Значит, вы голубой? Значит, вы гомосексуалист активный, я так понимаю вас. Вот вы, мужчины, берете, вы возбуждаетесь на него на Красной площади, берете, насилуете такого же чеченца. Я же не говорил, что я сам это сделаю. Я же сказал, братишку отправлю. Значит, вы дружите с голубыми? Значит, у вас в друзьях голубые гомосексуалисты активны какие-то, да, братишки? Они Все, Вени, закрой эту голубую тему, пожалуйста. Мы не можем закрыть эту тему. Мы должны дойти до истины. Понимаете, это ненормально. Мы хотим вам донести, что вы вроде бы парень не глупый, что вы все-таки 20 лет прожили на Туманном Альбионе. Вы же вы умный парень. Да, он говорит, что Руслан его зовут, поэтому пишет Руслан, типа Руслан. Он просто тогда объяснял, Руслан его зовут. Ну, смотрите, вот мужчине, вот я, например, ругаюсь, да, допустим, с кем-то. Вот у меня заходят мухаммадовцы разнообразные. Вы никогда не услышите, что я им сказал, а он был. Потому что я не голубой. Они не ничего против голубых. Они могут эти дела делать. Ты что хочешь сейчас от меня сказать? Я хочу, чтобы вы все-таки признали, что вы не правы, и как бы все равно извинились и сказали, да, даже если я с вами в ссоре, если даже с вами ругаюсь, но я не прав, я не могу такие вещи делать. Если вы чеченец, конечно. Если вы не чеченец, я понимаю, значит, вы занимаетесь этими жопными делами. По сути, Мухаммада. Ты хочешь, чтобы я перед ним извинился за свои слова? Чтобы вот именно, что вы сказали, что Новчищев, вот этот Кегдер, ну вот это. А так драться, конечно, можете друг другу там наносить ножевые ранения, это как бы даже более мужественно будет выглядеть. Это уже не по-мухаммадовски, не по-арабски. А вот это в задние проходы загонять свой получится. Я думаю, что к чеченцам это не относится. Все, хорошо, я тебя услышал. Спасибо. Люди присылать своих братишек, этих активных гомосексуалистов, боевых пидорасов туда на Красную площадь. И больше уж эрмитен, а я хай, Винни, считаешь, что я не прав в этой ситуации, или что я это не понял тебя? سوليشكي شو حكرتنا شحق وسا
استونيش надо, не احسن надо, ده лучше تخش стало. عواي تنتو تخش هو تخش هاي دي من هذا نكون دلك يجيبوا Не, смотри, ويوم а в بلا чем, هيك а в بلا чем تيزر بلا проблема? В هاي чем دي проблема دخل между ويوجد тобой и زي мной? بلا Питер Не, заебали, я понял. А в чем проблема конкретно со мной? У тебя какая проблема? Ты за что зацепился вообще? Я тебя не пойму. نحكي شغله أول شيء شغله أو تك شغله يقصد عليه شغل проблем. Решай ты. Кто это? Ты решаешь, кто там ногти Я или не ногти? решаю, что ты не чеченец, а кем я, гандон я, кек я, брат, ты кто Тебе, блядь? тебя кто назначил? Тебя кто назначил? Решай. Я себя сам назначил, что ты гандон, блядь, что Ты ты сам- пидорас, блядь, кек я. Ну все. Твое мнение просто здесь не значится. Ты никто. Оно не имеет силы здесь. Ты вообще... Вальш вала аюльметик кайта, посмотрим, кто ты, Ояц, блядь. Борсе, по Как дела, мои телефону раны? сидишь, Сеть кричишь заходила, там, блядь. материшься. Пидор ты Какой ты ёбаный, блядь. Борсе? Ты по телефону орешь, сидишь, блядь. Ты набери мне в личку Ой, и со мной говори лично. ليش كنت على تلوان اخوصا صوتي قوش معاي Нажми, слушай, нажми на мое имя. твою мать, блядь. Ёб твою мать, твою бабу, твою бабушку, твою весь рот ебать, пидорас ты, сука, Давайте, конь. да, все, да, подождите, давайте успокоимся. Давайте. Вам дали слово сказать, собрали всех малыш, Леонхард тоже успокойся. Так, давайте, все. Все, доказали друг другу, все, поняли. Ну, а он тоже осознал, что насиловать мужчин чеченской национальности не стоит, тем более на Красной площади. Так, к нам присоединился Патриот России. Патриот России, у вас есть что сказать? А вы патриот России какой? России будущего? Вы за хорошую Россию будущего? Или вы за ту Россию, которая сейчас? Вот как вам? Любые. Как плохо слышно вас? Герой России, мать. Говорите. В любом виде. Хорошо, вот Юрий Буданов, например. Возьмем, к примеру, Юрия Буданова, допустим. Юрий Буданов. Вы знаете такой герой России тоже? Посадили, убили. Это ваш брат Юрий Буданов? Такой же заднеприводный, короче, кверху зад. По российский суд посадили, убил. Ну, понятно. Перестаньте дурковать сейчас. Давайте. Вы музмамадовец? Вы патриот России музмамадовец? Кверху зад заднеприводный? Или вы какой патриот? Расскажите нам. Понятно. Вы музмамадовец? Патриот России? Вы живете по сунне Музмамада, по священному, по канонам священного Корана, да, я так понимаю? И одновременно вы являетесь патриотом России. Вы объясните нам это, немножко вот эту вот конфигурацию, мы хотим понять. Диссонанс ты, наверное, хотел сказать. Да, подожди, дайте сказать патриот России. А патриот России, вы музмамадовец и патриот России, или живете по священному Корану, или как? Вот объясните нам. Я мусульмане и патриот России. А мусульмане, знаете, что все мусульмане, они кверху зада заднеприводные? Вы об этом знали? Нет такого. Хорошо, тогда последний вопрос, я вас тревожить больше не буду. Вы этнический чеченец или вы все-таки русский, славянский ихван, родства не помнящий? Кто вы? Славян. Хорошо, понятно, с вами все ясно. Вы больной на голову. Оборг, Пожалуйста, оборг. просим вас. Собр дела, минут. Собр. Подождите, ну перестаньте, нам личные разборки здесь не нужны. А патриот России... تعالج كش Я ضبطت أبرك وجاوبانك يا معي перестаньте, все нормально. Оборг, ну понятно, ну сказали уже. Хватит. Смотрите, патриот России. У вас на столе член своего отца из своей половой, ротовой полости, который вы удержите своими коренными зубами. Тогда вам станет легче говорить, хорошо? А мы продолжим. У нас в гостях Чаборз, один из величайших исламских последователей Музмахмада. Просто самый преданный Музмахмадовец. Чаборз, вам слово. Приветствую вас.
Приветствую, Садат. Да. Как там? Нормально? Ламас, мамас, туда-сюда. В мечеть ходите? Не понимаю. Вы в мечеть не ходите, что ли, молиться? При чем тут это? Но это очень важный элемент нашей жизни, потому что если мы являемся Нет, преданными просто мусульманам, то, что вы меня кому-то причислили там какую-то категорию и какие-то вопросы, мне не интересно это слушать. Винный. Несколько раз же разговаривали на эту тему, зачем повторяться? ну понятно, просто ответьте, вы ходите в мечеть, чтобы кверху задом вставать там или нет, просто нам интересно, нашим слушателям. В личку пишут, говорят, и вводят на наш экран наши технические модераторы, и мы должны зачитывать вопросы наших слушателей. Вы все еще продолжаете ходить в мечеть, чтобы там вставать кверху задом? Этот вопрос пропускаю. Хорошо, ладно. Ну, этим вы подтверждаете, что вы являетесь все еще кверху задом задним приводом, но ничего страшного, мы это понимаем. Смотрите, у нас сейчас, когда в гостях был один такой парень, который что-то там говорил, подождите, мы сейчас включим микрофон. Хорошо, ладно, мы понимаем, вы кверху задом задним приводом, и мы вас принимаем таким, какой вы есть. Мы любим вас, ради Аллаха. Мы любим вас, мы любим вас. Мы любим всех хузадов, музмахмадовцев. Альхамдулилля, раббил алямин. Не переживайте. Взаимно. Проверка Хазада взаимно. Да, вы в нашем сердце, альхамдулилля, раббил алямин. Ну, смотрите, пятую точку там охраняйте. Если что, у нас есть новая методика, тактика в мечети ставить. Это называется свечка саляфа. Да, свечка саляфа. Да, благодарю вас. Свечка саляфа. Если что, делайте свечку. Да, свечку саляфа. Свечку. Я вам советы даю уже. Я же вам советую. Пожалуйста, вы держите свечку саляфа, тогда никто не дотянется до вашей задней точки, пятой. Хорошо? Так, у нас был один тут защитник Русни. Защитник Русни был тут у нас один. А как мы любим защитников Русни? Ай, Русня! Россия! Я русский! Я иду до конца! Так, подожди. Вот, проснулся один. С членом во рту своего отца. Он коленными зубами его держит, не может говорить, ему тяжело. Мы его попросили, пожалуйста, выньте свой, член своего отца и коленными зубами, которые вы держите, потому что вы же мусульмановец. А после не мусульмана вы должны всегда член держать во рту. Так, смотрите. У нас сейчас был один в гостях, другой патриот России. Сейчас мы его включим. Подождите, он что-то там кричал, когда там беседа была. Ладно, хорошо, ладно. Он убежал, кажется, мы его не можем найти. Когда мы дадим слово нашему Дону Ахчи, 101 автобус, Гал Ючи, это самое, убийца, маньяк, насильник, тоже педофил, мародер, из тех людей, которые захватывали нашу чеченскую родину во время Кавказской так называемой войны, но на самом деле это была чеченская оккупация, которую Россия делала в Чечне. Первая Кавказская линия, вторая Кавказская линия, третья Кавказская линия, Моздокская линия, и потом по Тунже, по Тереку, то есть по Тереку, а потом по Сунже. Так называемый, как они себя именуют, казак, но на самом деле насильник, маньяк, убийца, который жил на территории Чеченской Республики, зовут под кодовым погонялом, так сказать, кодовый погонялом, Дон Ахчи, который сейчас хорошо внедрился в украинское общество, живет в Киеве, является скрытым или спящим агентом Русни ФСБ. Дон Ахчи, вам слово, говорите. Лауреат, ты забыл это добавить, что я это перхоть Карпенко. Да. Ну это ладно, это уже известно. Подружка перхоть, да, ладно, это не важно. Это само по себе уже. Я вас сейчас всех ногти объединю, а то вы, чтобы вы там не ругались тут. Исламистов, этих безбожников, кто там у вас еще есть? Коммунистов. Все, говорите. Осветил святыми возгласами и криками. Да. Это помещение, это называется мечеть. Я на минбаре, если что, я осветил. Во имя Отца и Сына Святого Отца. Аминь. Трои, вот это, как это называется? Троица святая. Говорите, да. говорите. Ну або ты говоришь, або я говорю. Что? Не, нормально поешь все вот это.
Тебя когда Госдеп уволит, будешь это, к арабам будешь, работать на арабов будешь, их этих просветителями теперь. Так, что я хочу Мы не можем, сказать? нас никто не уволит. Нас не могут уволить. Да, не могут, да, смотри. Значит, это самое, я же служу казаки, Говорите, слушаем. да, мы хохлы же, правильно? Значит, вам Вы не придется... хохлы. Вот вы. Вы не хохлы, вы русские. Вы не хохлы. Не, ну да я Вы украинец. бандит. Я, Вы террорист, вы убийца, бандит, вы хорошо. кровопийца, Я украинский насильник, бандит. маньяк, растлитель Да. малолетних детей. Вы друг Буданова, Юра. Да подожди, дай сказать. Что... Ай, попались на наши, попались. Не, смотри, сунжские казаки, мы этническую украинцы. Да, Вам придется отношения сделать... никогда не было. Мы знаем, кто такие казаки. Ну зачем вы сейчас, какие сунжские говорят? Вы убийцы, маньяки, террористы, кровопийцы. Вы насильники чеченской нации. Да, смотри. Там не было русских. Вы знаете, что за левый берег Дона русские никогда не приходили. Они только пришли в 15 веке начали приходить, когда начали вязаться с кабардинцами. А так никогда там русских не было. Вы же бежали, вы все беглые там каторжники, убийцы, маньяки, насильники. Нет, подожди, большинство пришло... Зачем вы это проталкиваете? Это мы не гребенские, мы сунжские. Да когда нет было ни гребенских, ни сунжских, ни донских. Вас вообще не было, была только Запорожская сеть. Тем более. Дай я сказать за себя. Значит, смотри, мы сунжские, мы этнические украинцы, мы не гребенские, не терские. Большинство пришло с Кубани, поэтому мы хохлы, мы украинцы. Мы спевали украинские песни, у нас украинская мова и так дальше. Значит, чтобы вам... Не было казахов, что вы рассказываете? Значит, чтобы вам иметь Украину, вам придется восстановить нашу автономию внутри Чечни. Автономию. Пускай она будет называться не Сунжинская линия, а там, как говорится, а украинский анклав. В составе, например, в составе Ачхой-Мартановского халифата, чи виолата, сделать Ахчи-Мартановский офшор. Я вас если вы не сделаете нам анклав там, если вы не сделаете анклав там, у вас не будет хороших отношений с Украиной. Да. Сколько лет мы с вами разговариваем уже, но все равно вот эту вот свою мерзость, мерзопакость свою, пакость, вы всегда вот этот яд, вот эту желчь выливаете в чеченское общество. Ну зачем вам это надо? Устанавливайте. Я уже договорился. Подождите. Вы живете я уже в Киеве, добазарился. да? Я в Киеве добазарился, все. Ну дайте сказать, я же вам даю слово. Устанавливайте свой русский халифат у себя на русских болотах в Москве, так называемой черной русской дыре, которую вы прозвали сами русское золотое кольцо. Зачем вы лезете к нам, чеченцам, и навязываете нам арабские названия, вилаяты, халифат? Вот у себя в России там, вместе с арабами и турками. Назови как хочешь. Устанавливайте и русский, московский патриархат вместе с халифатом, Эмират и Амират. Пусть будет Ачхой-Мартановский район. А как же вилаят? Зачем вы к нам вообще? Какое имеете вы отношение к Чечне? Вот вы мне объясните, вы кто? Вы как вы туда попали вообще? Это моя родина. Как вы туда попали? Объясните, вас приглашали туда как инженеры? Мои предки как туда попали. Да, как вы сюда попали? По жеребию попали с Кубани. Говорите, да, жребий. С Кубани попали по жеребию. Жеребий кидали, кто идет дальше. Да. У вас там порядок наводить. Пока мы там были, вы там друг друга не калашматили. Как мы ушли, вы сейчас друг друга там насилуете, убиваете, пытаете. Кто там? Кадыров говорил, надо резать русских собак. Сейчас он продался русским собакам, режется. Скажите, кто мы? Не можете между собой объединиться. Кто мы, скажите, кто мы держали вас? Кто мы? Скажите. Ногчи. Нет, кто мы? Вы говорите, мы вас держали в мире и согласии. Мы чеченские казаки. Не знаю. Так, я вас даю в руки. Я вас отдаю в руки Тимура Денису. Он вам сейчас делает терапию. Вы ногчи, а я чеченский казак. Чеченский казак. Дон Ахчи, послушай, ты опять со своей риторикой, со своей подрусской, подвшивой риторикой. Я украинская, я Если бы не мы, вы все, да мне похер, кто ты не рус, не украин. Ты похер мне, кто ты, знаешь.
Я видел в Грозном, я жил, родился, вырос в Грозном. Я видел вас. Вы постоянно угнетали нас. Много раз мне в автобусе говорили: мальчик, не разговаривай на своем. Мальчик, не разговаривай. Правильно вас Не выселяли. ври. Как было не ври? такого. Ты что? Да пошел ты Не нахер, бреши. блин. Не Мне, бреши. блядь, в Брешеш. семерке пиздун Значить, ты, дивися, блядь, хто пиздобол. слухає з українців, хто зараз слухає нас з А українців, з мне України, пофигу, от зараз от ця людина, вона бреше. Вона бреше. Да пошел ты нахер, Розумієте? я Вона тебе бреше. сам... Я знаю, я... Ты что, блядь? Тажем доладеш, дивіться, Бреши. это конечно, Не ври. Не ври. Не ври. Мне бабушка говорила, мне бабушка лично, рядом мы с нами, с частным Не бреши. сектором, частным сектором, пятиэтажки Не были. бреши. Значит, ты в Грозном не жил, не бреши. Я, блядь, если был бы рядом, я тебя Брехло просто ты. задушил бы своими руками, тебя задушил бы. Серьезно, да? Да, тебя Я козла- боксом у Моребиса занимался, я таких, как Да ты, пошел ты бошки нахер, да сносил. боксом, ребисом, Понял? ребисом. На Динамо Пиздобол Моребиса ты, я ты занимался. никто, ты. Я боксер. Детский сад, да я, конечно, канваль, Да и как, Сабурдян. Нормально разговаривай, не бреши. Не бреши. Слушай, Знаешь, что брехня, вранье, кто- это кто самый в тяжелый Грозном грех жил, в любой кто- религии. кто Не в бреши. Грозном жил, послушай Не меня, бреши, Дуанар, брехло ты. заткни свой рот, вонючий рот, заткни свой рот, вонючий. Кто в Грозном жил, все это прочувствовали, хоть один раз кому-то какая-то русская бабка, какая-то русский старик с голым пузом выходил и говорил: Брешешь. пошли. вы». Как Блядь. собака брешешь. Ах ты, сука ты, блядь, а? Слышь, Ах ты ты, меня, сука, ах, блядь. Брешешь, Я это Грозного. ты, как тебя, ахи, брешешь, это ты. Потому что Брехло, лично блядь. мне так говорили, Брехуны, лично блядь. мне так говорили. Сам ты брехун Да. конченый, пошел вон отсюда. До Нахчи. Я тоже с Грозного, и я видел и слышал это. Не брешите. Ви зараз Слышь, працюєте Дон Ахчебуахче, на или как внешнем. ты Не там? брешите. Вот не брешите. Дон Ахчебуахче, слышишь меня? Ви, От ти якщо просто- щось скажете, послухай. кажіть правду. От хто Послухай. нас слухає з України, от зараз вони не брешуть. брешите. Ты прекрасно знаешь, что это было, если с Грозного. Ты, твои Дон бабки... Ахчебуахче, Не гони слышишь тут. ты меня? Может, я Слышь вас, ты меня, может, Дон я вас между Ахчебуахче, собой или как ты объединю. там, блядь? Видите, как вы объединились сейчас? Объединились. Объединились, конечно, потому что ты пидорас, бля, ебаный, бля. Ага, да. Я вперед еще слушал, бля, твои эти байки, бля, я там Ехал, грозненский, там я... Да, ну, А вообще, откуда ты нарисовался на Кубани? Вот, вот объясни мне, а? Вот объясни мне, как ты на Кубани это нарисовался, а? Ты пидор, бля, ебаный, бля. А ты сейчас, да, я... Потому что казаки, мы как общинный народ. Подожди, Мы общинный народ. ты уже, бля, спалился, когда ты сказал, что вы там между собой туда-сюда Да. свои разборки, и Да. мы нарисовались, мол, ваши Да. разборки разрисовать. Понял? Да. Понял ты, бля, пидор, бля, ты с русской свинья, бля, Не, понял? Не, я Ты, бля, украинский. русская свинья, бля. Это ваши штучки, бля, мы уже Хохлы, наизусть мы хохлы. выучили, бля. Так что ты, бля, пидор, я тебе, мой тебе совет, бля, мой тебе совет, блядь, сука, блядь. Кто матюкается, Послушай тому сюда меня, сука, блядь, ты. Хай поматюкается, давай. Слышь ты, эй, Ахчи, Бахчи там, дай всем этим своим казакам сраным, чтоб они поскорее съебались с Кавказа, потому что, блядь, скоро вам будет просто полный пиздец. Нет, нас Украина, Понял идем ты? туда, мы этих и казаков ряженых порежем. И Ты кадыров не порежем. украинец, ты вообще пидорас, ты с русская свинья, бля, понял ты, бля? Ты под украинцы косишь, Не-не-не. украинцы вас выебут нахуй, вырежут, и мы еще Не-не. им поможем, бля. Так что передай всем этим пидорасам, которые в Адыге, Ставрополе, там, Краснодаре,
вашим пидорасам с русским Это вы свиньям, там блядь. сами передайте, это ваши союзники против Украины. Это ваши. не Это наши вы там союзники, заодно все. ваши, блядь, пидорасы там Это сидят. вы под Вот русские им передай, чтобы они поскорее съебались оттуда, покуда мы их не вырезали. Это ваши Понял ты? там союзники. Гандон ты ебаный, блядь, ты тут нахуй, нехуй тебе тут, блядь, рисоваться, блядь, пидорас ты ебаный, блядь. Отдыхаю, сижу, отдыхаю после работы. Отдыхай Кайфую, пока, сижу. блядь, гандон ты ебаный, блядь. Слухаю вас, кайфую, отдыхаю. عرفت تدخل شو واحد 10 سوايشي الكاش Відпрацював, сижу, отдыхаю, відпочиваю. Нормально, грамотно, весь Вам придется сделать анклав, украинский анклав. Обан, подождите. Это столицу Асиновскую переименуем в Ахч-Мартан. В Ахчи-Мартан переименуем. Подождите, сейчас. Сделаем офшор. А подождите, Обан, Конинг Бош, Таун Кучагас, Штелер, Финцани Хамелдер, Конинг, да, Конинг вызывает вас на батл Обан. Обан, вы слушайте. Озгадка, чем ты говоришь, Ара, это такие бы, ну, из Айрон. Я, к сожалению, плохо научный язык, русский язык, або украинский говорить. Можете украинский язык говорить. Конунг, на связь, давайте, подходите к барьеру. Конунг, хочу Эл, пожалуйста, говорите. Давайте я вас всех объединю, наконец-то, объединитесь хотя бы против меня, давайте, объединяйтесь. Хватит сраться там, ногчи должны объединиться, и тогда будете сильными. Станете общинным народом, давайте, объединяйтесь. Против тебя объединяться нехрен тут, понимаешь? Ты просто козел, ты изначально ты спалился, ты чмо, ты русская свинья, понял ты? Потому что я вам говорю правду, вы эту правду не хотите. Это самое, мы тут нарисовались, ты уже себя спалил, гандон ты ебаный, блядь. Мы без вас сами, блядь, тут, блядь, жили, блядь, понимаешь? Мы вообще знать не знали, кто вы такие, пидорасы вы сраные, блядь. Русские свиньи, блядь. Ну ничего, скоро мы вас выебем и высушим, блядь. Ну, я только за то, чтобы вы восстановили свою государственность, если она у вас была. Почему вы не восстановили свою державность? Почему вы не... Государство не надо, ты. Чеченцам никакое государство не надо, потому что вся эта планета Земля – это чеченское государство. Отлично. Он есть. Он воля, молодец. А кто хочет там, блядь, будет жить, блядь. Это вы, пидорасы, себе там нарисовали границы, хуицы, блядь. Сука вы, пидорасы сраные, блядь. А мы вольные, блядь. Хотим, блядь, жить и будем вас ебать, блядь, пидорасов, блядь, сраные, блядь. Кстати, идея хорошая. Слушай, всемирное чеченское, значит, панування. Весь мир захватим. Давай. Я только за. Я только за. Отлично. Идея вообще супер. Нам нужен мир, желательно весь. Да. Весь, правильно. Миру мир, чеченам деньги, правильно. Чем больше чеченский мир, тем чем больше бардака, тем легче управлять. Правильно. Начал объединяйтесь против тебя. Я же один обрег размотал, понимаешь, там объединяться и не надо. Да, нет, это, знаешь, это ногти понты, это самые прикольные понты в мире. А когда дело касается государственного, вы же хотите стать государством, то я не вижу, как вы, на основе чего вы тут друг другу рвете глотки и другие места. Маленькую паузу. У тебя вот... понты хорошо знаешь, наверное, да? Понты самый понтовый понт в мире. Грозинские понты самые понтовые. Займись своими проблемами, своими казаками. Чего ты к нам лезешь? Мы туда придем этих казаков ряженых порежем там на части. Понял? Вот этих, я в группах, я смотрю в группах этих казачек, этих. На секунду прекратите огонь. Перезарядку сделайте. Дон Арчи, переименуй он там, поменяй
не чеченом, не И, а Е должно быть. А то Нет, смотри, выглядит. я тебе поясню, почему. Когда я там в армии служил, меня эти там рязанские, они меня так с ударением. Вот вы хотите называть себя чеченами, а я чечен. Все понял. Ну, чтобы отличаться от вас. Я чечен, Всё, а вы всё, там всё как хотите понял. говорить. Понял? Вы Нохчи, а я чечен. Через И. Нормально? Меня один друг ночью назвал чехол, это чеченский хохол. Чеченский хохол меня друг называл. Нормально тоже. Дон, ты чеченский знаешь, Ахчи? К сожалению, не знаю. Я Thank you very much, Винни. Игудар, да. По-моему, крупнокалиберный хэтит имеется. Хоус инзари перестрелка. Что дают? Игудар, ты хочу хылык. Эх, бацат. Электрический разряд держит имеется. Вообще пизда. Тетел, лысый ладуш. Вени, мечао. Вени. Шар посемется. Чат тёрчусь. Донахчи, обар халати, шаве галати. Мама, молотила. Слышь? Как раз момент. Мечао, Донахчи, алати. Угроза государственности. И Донахчи бокалата, его örсих раска хакду, бетхахла, хахоба. حق يقرأ ده اوكي كي قالوا ده كي كوتم Анклави, ба, ачхой мартай, анклави, örsi хакарышт. نو كي جيش ده بعرف ايه هاي شو نقدر Soms eigenlijk wat nog te maken. Nog te doen. Ай, жалду, оккупант, дойш, а мы даровицы на Венес, оккупантский, жалш, дойш, переселенческие. Ну, zal doe dat. Niet haast. Nou, als je nog te veel als je redden, nog te nachtmalaten, nog te mat aan of dit. Al is toch beter ook. Маша дума сега. Ногчи халуш, вела, бусул халуе шуез обязательно. Уэнным бусул бичре, уэ шарят. Алхамдулилля. Валия. Это вот, а бусурманин целый, че полноценный ногчи цахалбо, шумадуй, дичь, ногчи халуш, а бусурманин халуез ба. И что писал бусул ваш? Уё. Да, что цена, так. Вот, снизу отрежем, когда входит ислам, а когда будет выходить, сверху отрежем. Сверху прищем, бо. Ну, ужасная картина. И сначала секунду будет, да, все распустил там с Путиным заодно, ехал. И Сербия, Украина. Куда так восстановим все обязательно. Конечно, 100%. Основной игрок шака чешуды стал. Оборгушу кыгоев. Халвату. Халвату, аба. Русилати. Кыгоев, шуши. Салам алейкум. Алейкум салам. Винни, а что ты меня Послушай, Швах, больше становишься ближе к шариату. Я за шариат, все, задолбали вы все. Донахче. Ты будешь жемчужным мальчиком в
в халифате. Да, переезжай в Донахче. Афганистан, Саудию Время и пришло прочее, где брать тебя шариат стоит. интервью. Я, Донахче, короче, уже с я тебе шариатовцами сказал, что договорился, возьму что у тебя будет офшор. интервью. Вы вообще, вы Донахче, несерьезно Донахче. вообще. Вы, вас поругаться вам какой-то заднеприводный. Я с шариатовцами уже договорился за офшор. Все. Так что Хорошо. Да, вместе они вас езжайте в там будут это Афганистан или там в шпилен, а Аварию. я буду офшор там делать. Все. Да, конечно, Отдыхайте, Донахче, короче. Мы мечтай всех дальше. и вас, Донахче. ваших шариатчиков будем Это твои делить. влажные мечты Понял ты? просто. Ахи, дохи, Дон, ахи, Собордеш, дохи. Собордеш, Энти, я Собордеш, с тобой, Безбожники. Йоу, Энти, Йоу, Безбожники Бардак беспонтовые. Маеш, Безбожники. Бардак Маеш, Йоу, Энти. Донахче, я военный журналист, и я решил взять у тебя интервью. Курить будете? У меня Значит, пепельница смотри, есть. смотри, военный журналист. Исходные данные. Я этнический украинец, сунжские казаки, мы украинцы. Понял? Ага. Никаких, Вот мы, как это вы вот- там под-русски, шмат-русский, это ты кадыровцам говори. Я Не-не-не, представляю- по-русски я не буду Значит, говорить. Не-не-не, я не это. Я по поводу Украины хочу у тебя взять Ну, интервью. ты меня понял, да? Я тебя украинец. понял, да. да, Мы сунжские поэтому казаки, мы хохлы, вы нас хохлами называли. Мы не гребенские, хорошо. мы сунжские хохлы. Не, мы я украинские европейский. Я песни. европейский. Я У нас европейский Сабур военный. дел. Для слушателей с Украины объясняю, что в Чечне был, в Чечено-Ингушской ССР был украинский анклав. Мы были в худшем социальном положении. Нас притесняли. Советская власть, ногти советские нацисты. Понятно, да? Собордеш, Поэтому Собордеш, Сабурдел, дай сказать. Хотите с Украиной иметь хорошие отношения, восстановите наш анклав. Ты, Дон, заткнись И ты. будем тогда дружить. И не будем Я мы буду дружить, там, все ты- нормально будет. Деньги будем. Офшор Подожди, Офшор будем Подожди. делать. Бардак, поехали. Уважаемый, Подожди маташ ты. надо, что Собордеш. Эй, ты, Дон, Маташ ах ты, надо Дон. сюда. Ты вообще Собордеш, изначально... удахка надо, Собордеш, вы. Сабардия, Дон- Сабардия. Эй, ты, ах ты, Ой, Дон, ты маташ надо изначально обоснуй нам, как ты нарисовался на территории Чечни. Извини, пожалуйста, вот этого пьяницу можешь ты выключить или убрать А отсюда? ну-ка, пьяниц, ай, где ты, когда красный просто дайволена, ай, где ты, когда петух, амрерьер. Дон, ай, где Дон ты, когда Ахти. рус хрерьер, климатия, я рус, ай, где ты, когда, Какую, йоу? Салаф, Омичау, Так, свинину запретим, водка запретим, чтобы вот бухали. Дон Ахти, подожди, мы не про Чечню Я сказал сейчас. тут в Украине, что свинину Я будет запрещено. европейский военный журналист, я из Европы. Я касательно Украины и Европы. Я Какой страна западный, ты? да? Какой страны ты? Какой страна? Соединенные Штаты. United States. Да. Агенты Госдепа, Хорошо. да? Да, агенты Госдепа. Да, слушай. Соборденцев, у меня батарея садится, я просто быстро сейчас вопрос задам вот Хорошо. этому Дону. Дон, смотри, Дон, ты говоришь, когда вы были в Чечне, вы там порядок наводили. Если вас притесняли, какого черта вы там, как вы могли там вообще какой-то порядок сделать, если вас там постоянно били под зад и лоховали? О чем ты вообще говоришь? Это было при царе, когда у нас оружие было. Подметали дороги. Не, это когда у нас Я оружие вас было. во все времена Порядок в Чечне, мы вас научили. ты что там под казака там рисуешься? Ты козел Энте, Малиелойцов, твой шурил дарил, Это специально чуть-чуть провокация, чтобы вы между собой не ругались, объединились хотя бы против меня. Дон Ахчи. Хотя бы против меня объединитесь, ну. Хорошо, ребят, Дон Ахчи, у меня как военный журналист... Давай, говори. Ну, говори, да. Так, подожди, ты говорил, что ты в Европе где-то сидишь. Ты же рассказывал, как тебя хотели там... Да, я работаю на Госдеп, да. Представляю интересы. Ты со Штатов. Ты же рассказывал... Не, я представляю интересы США. Не, я представляю интересы США, понимаешь? Сколько тебе Ахчи платят? Ахчи сколько получаешь? Очень хороших шекелей. Много шекелей. Я так и знал, что шекели. Понял, да.
Да, хорошие шекели, да. И шекели, и доллары. Давайте, Да, подождите, смотри. Криксраунд, подождите, дайте секунду, 2 секунды, давайте, хош, чудохой. Просим прощения, включить Телеграм. К сожалению, нас сегодня очень сильно атаковали боты, тролли, кремли-боты, тролли-боты, а также на нас сильно как бы на сегодня надавили, у нас проблемы с Телеграмом были. Просим у всех прощения. Мы дадим возможность Криксрауну взять, это наш военный корреспондент, который является скандинавским вороном, прошу прощения, чеченский ворон со скандинавским окрасом, который живет на берегах Северного Ледовитого океана в Норвегии. У нашего подрусского, представляем подрусского мерзкого мерзопакостника, подрусскую перхоть, убийцу, маньяка, русского ФСБшного агента, завербованного и закинутого на территорию Украины, который в данный момент проживает в столице Украины, городе Киеве, и который занимается дестабилизацией внутренней обстановки на территории Украины, и который занимается стравливанием чеченской нации с украинской, и являющийся правой или левой рукой, или правым, или левым яйцом двух так называемых украинских журналистов, но на самом деле являющихся русскими ФСБшными агентами, которые представляют многопрофильную именно агентурную сеть в Украине, работающую на ФСБ, СВР и ГРУ. Такие как Карпенко, по-чеченски наш проститутка Карпенко, лже-апостол, а также Владимир Золкин, Залупкин по-русски, в переводе это слово не нуждается. Дон Ахчи является их товарищем, можно сказать, пособником, и он пришел к нам сегодня выразить свое мнение. Он врет нагло, что он является каким-то казаком, казачества никогда на Кавказе не было, а в частности в Чечне, потому что русские каторжники, бандиты, мерзкие убийцы, насильники, воры за левый берег Дона никогда не переступали. Мы дадим возможность, такой брейнинг, если вы хотите, именно в блиц-формате, Криксраунд, наш, обратно же говорим, наш чеченский парень, боевой, военный именно, с боевым опытом на всех участках именно этого земного шара, на всех континентах он был, где были боевые действия. Военный журналист, фронтовой журналист, возьмет интервью у мерзкого русского мерзопакостника, агента, стукача, сексота Дона Ахчи. Вам слово, Криксраунд. Говорите. Благодарю. Так, представьтесь, пожалуйста, Дон Ахчи, в наш неразбитый Sony камеру. Кто вы, откуда вы, расскажите о себе. Там что вы сделали хорошего и плохого? Смотри, там написано Дон Ахчи. Не, это я понял, да. Ну, расскажите о себе чуть-чуть, так коротко, мимолетно. Кем вы являетесь, кто вы по жизни, сидели вы в тюрьме или нет? Я атаман Ахчи Мартановского офшора. Да, судимы были? Судимость есть? Аллах миловал. Ага, хорошо. Значит, Аллах вывел тебя из зиндана кафирского. Ну, алхамдулилlah. Хорошо. Из хрона. В Украине кажут, из хрона. Хорошо. В таком случае сразу перейдем к делу. Ты говоришь, что ты находишься в Украине. Вот наше государство выделило вашему подрусскому коррупционеру Зеленскому очень много миллиардов. То, что мы не выделяли Чеченской Республике ни одного цента. Но почему-то чеченцы победили с калашами целую империю. А вы когда что-то будете делать? У меня вопрос к вам. Ну, во-первых, там ваше это байденовское уже, надеюсь, уходит в прошлое эти педофилы. Я республиканец. Ты видишь, вот пришел Дональд Трамп, наш Трамп пришел во власть, и я начал брать интервью. Будем надеяться. Когда ваш Байден был, я не мог брать интервью, так как мне связали руки, да. Теперь спрашиваю, почему чеченцы смогли победить, а вы не можете, получая столько миллиардов? В чем проблема? Вы когда начнете у вас там что-то делать? Почему вы все еще надеетесь на чеченцев с калашами и гранатометами? Вы получаете хаймарсы, свитчблейды,
Все, что вы просите, вы все получаете. Да, дальнобойность, дальность бить вам не разрешено. Да, это ограничение поставил Байден. Сейчас наш дорогой брат Дональд Трамп решает этот вопрос тоже. Либо перемирие, так как вы и так ни в чем ничего не делаете, а только теряете. Как только заложенный ушел, пришел ФСБшный Сырский, вы все отдаете. И тогда зачем нам выделять? Вы и так ничего не делаете. Вот вы когда начнете у вас что-то делать, когда вы начнете шевелиться, вот вопрос. Что с вами не так? Я не понял, ты про победу кого говоришь? Кто кого победил? Мы какого хрена вам выделяли столько бабок? Почему вы до сих пор ничего не сделали, а все просрали? Ну ты читаешь, у меня написано «Мир, чеченам деньги». Освоили Нет, деньги. я не про Чечню говорю, я говорю конкретно про Украину. Наши налогоплательщики много выделили. Из Европы многие фонды выделяли. Частные лица, граждане Евросоюза, Соединенных Штатов также выделяли. Мы при этом наши граждане, как и из Евросоюза, как и Соединенных Штатов, ехали вам помогать воевать. В том числе и чеченцы, да, ездили к вам, да. Ну и многие страны ездили к вам помогать. Почему у вас нет результатов? Почему чеченцы, которые на тот момент не составляло даже и миллиона человек, смогли победить, а вы 40-миллионное население не можете это? Это что такое? Вы когда у вас что-то начнете делать? Все, Байден по дороге украл все деньги. Подожди, Байден же ведь калашами там не бегает, вам же ведь раздали калаш. Байден у себя дом престарелых, вот-вот еле-еле там ходит, вот-вот коньки откинет. А вы когда начнете себя что-то делать? Будапештский меморандум выполняет. Оставь Будапешт в покое. Мы про Украину. Оставь меморандум. Вы вошли в Курск. Сказали там что-то сделайте. Нифига не сделали. Опять наши бабки, которые мы вам выделили, просрали. Ты лучше расскажи, подожди, Сабурдел, ты сказал победа кого-то. Ты лучше расскажи, как Нохчи просрали победу. Как Подожди. К этому мы тоже придем. Подожди. Давай. Мы вот это ко всему придем. Будет. Подожди. Мы этому тоже придем. Да. И у меня вопрос. Здесь есть приезжие беженцы, чеченцы, и также беженцы, украинцы. Здесь есть чеченки. Да, я не говорю, что все чеченцы такие идеальные, не гулящие и так далее. Но большинство в своем массе мы здесь не видим чеченцев, чтобы они в порнофильмах снимались, в публичных домах работали, чтобы они были доступные. У меня вопрос к вам. Почему ваши доступны везде, ваши женщины, а чеченские женщины недоступны ни тебе и никому? Это почему так? Вы что, не избранный народ? Ответь на вопрос. Я это отвечаю. Это вопрос не по адресу. Нет, это по адресу. Я тебе дай ответить. Да? Это демократичный вопрос. Там... Ну, подожди, ты дай ответить. Отвечай, не надо туда-сюда ходить. Я знаю, что вам больно от этого. Вам бы тоже хотелось бы быть, как чеченцы, особенными. Давай, и чтобы ваши женщины тоже не гуляли бы. Давай, ты сам же вопрос задал и сам на него отвечаешь. Ну да, продолжай дальше. Вот, отвечай. Ну ты мне не даешь отвечать. Ты же начинаешь отвечать сам на этот вопрос. Отвечай дальше тогда. Я тебе говорю, я не отвечал, я тебе спрашиваю. Ну все, вопросы отвечай. задал? Вопрос Нет. задал? Не, я вопрос задал, а ты отвечай теперь, давай. Ну, тогда помолчи немножко. Ну. Смотри, мы в Чечне, хохлы, Сунжинская линия, казаки, мы особые там украинцы, у нас такого нет. Отвечать за материковых украинцев я не хочу. Это их не дела. Вы особые, потому что мы особые, да, мы особые. Да. Вы, оказывается, особые мы были лучшие, в Чечне, да, потому что вы жили среди чеченцев.
Среди Нет, чеченцев, нет. да, признаю. Да, Поэтому у вот, нас... вот потому что благодаря Да, чеченскому менталитету да, вы были там особые, в отличие да, от тех, да. которые живут у тебя на родине там, да? У меня родина там, в Грозном. Запомни это. Нет, подожди, Моя родина в а, Чечне, понял? ну ты сейчас не Чечня, ты сейчас в Украине. Моя родина в Чечне. Ну ты сейчас в Украине, я про Украину спрашиваю. Вот у этих украинцев, которые тут, ты у них и спрашивай. Я за них отвечать не буду. Ну ты же заходишь, ты за чеченцев отвечаешь. Ну, я поэтому сюда прихожу. Ну вот хорошо, давай тогда скажи, 10 секунд, Криксран, чтобы разрядить как-то обстановку, потому что вы его как-то загнали своими вопросами в угол, вы ему предложили покурить, чтобы он покурил. Вы предложили покурить? Да, покури, да, покури. Дайте ему еще одну сигарету, пускай покурит. Я не курю. Хорошо. А травку куришь? Нет. Хорошо. Кокос будешь в нос нюхать? Спортсмен я. Водочки будешь? Это водочки тому, кто заходил сюда, там, помню, чуть раньше. Ну хорошо, тогда давай выпьем боярышник, я принес с собой для пленных наших, военнопленных. Хорошо. Ладно. То есть ты говоришь, что ты не тот украинец, ты, значит, у нас чеченский украинец, как я понял, да? Хорошо. Ультра. Хорошо, а кем ты являешься больше всего? Ты являешься чеченцем или же ты украинцем являешься все-таки? Вот скажи, как ты себя ассоциируешь? Мы сунжинские казаки. Нет, ты себя как ассоциируешь? Вот, у тебя все-таки есть, ты же говоришь, вот, что из-за того, что вы жили... Да, ты больше чеченский украинец или украинский украинец? Ну, первое. Ну, ты, значит, чеченский украинец, да? Да. Ага, значит, ты готов все-таки пройти чеченский гиюр, да? Я не знаю, что такое гиюр. Ну, проходит такой обряд, вот тебе надо выучить чеченский язык. У нас свои внутренние обряды. Не, так не бывает, подожди. В каждой территории есть свои правила. Приезжаешь в Германию, у нас ты должен выучить немецкий язык. Wenn du willst leben hier in Deutschland, du musst lernen deutsche Sprache. Это вы там учите. Но du willst бой in Norge, du musst lernen norский Sprach. Что du? Ja. Одним словом, где бы ты ни был, ты должен учить язык. То есть где ты живешь. И Согласен. тебе это не Украина. Смотри, если в случае чего, если, например, возьмем, там, Чечня станет полностью там демократической, да. Там, станет независимой, там будет только один язык. Там вот главный язык будет чеченский. Вам будут говорить, что вы говорите на нечеловеческом языке. Будем говорите учить в школе, возьмем учительницу, будем учить. Да, ну вот вы же говорили, кстати, вы смотри, тоже там кстати, говорите. я сейчас скажу. У меня тетя двоюродная, она где-то после Второй мировой, у них в Васиновской школе, там был это предмет чеченский язык, она знала. А потом почему-то его убрали. Я за только. Чем больше языков человек знает, тем лучше. Ну, одним словом, я понял, ты готов выучить чеченский язык. Готов, и да, говорить с удовольствием. Ты готов ассимилироваться, ты готов интегрироваться. Нет, ассимилироваться не готов. Не, так не бывает. Ты должен ассимилироваться. Так не бывает, что... Смотри, давай, готов, смотри, поэтапно. Сначала вы делаете украинский анклав, восстанавливаете наши права, а потом мы будем потихоньку ассимилироваться. Чеченский язык выучим. Нет, там есть государство будет. Там будет государство. Вам там придется восстановить наши права. Слушай, вам придется восстановить наши права. Сунжинских казаков. Какие права? Какие права у вас отобрали? Права человека. Кто ваши права нарушил? Ну, в 90-х годах в начале. Значит, хорошо. Когда чеченцы возвращались из Казахстана, вы, так называемые украинцы, русские, дагестанцы, мусульмане, устроили массовый митинг, чтобы
чеченцев не запускали обратно в свою родину. Ведь так? Это же было, ты же ведь знаешь. Вы же выступали против этого, чтобы чеченцев не пускали на свою родину. Мы, Так сунжинские что казаки, выступали против, что ты нет, обманываешь. либо ты либо становишься чеченцем, выучиваешь чеченский язык, а так не бывает, а иначе ты будешь коллаборантом. Понимаешь? Если ты находишься на каком-то территории, ты должен полностью ассимилироваться, интегрироваться, выучить язык и считать себя частью этого народа. Так не бывает. Как мусульмане делают, кричат: Аллах, бабах, мы мусульмане, мы чеченские бедуины, мы патриоты Чечни, но святая земля у них где-то в пустыне. Поклоняются они не своей родине, поклоняются они каким-то бедуинам, арабам, ихнему дому. Понимаешь? И так не бывает, что ты вот тут одна нога, там одна там. Ты должен четко определиться. Или же как это будет? Будет у нас, например, ты, например, говоришь, ты украинский, да? У нас появится, например, ты будешь молиться в сторону Украины, да, там. Будет русский, тоже будет просить, дайте нам это наше право, и будет молиться в сторону Кремля, Лубянки, а ты будешь молиться в сторону ГУРа там, понимаешь? Так не бывает. Вы будете дестабилизировать ситуацию. Должна быть одна культура. Это знаешь, как «Властелин колец». На каждой территории проживают отдельные народности, и свои культуры, и свои обычаи. Но так не бывает, пойми это, Донахчи. Я тебе пример Так из что, истории. Подожди, хорошо. я тебе пример из истории приведу. Скажи мне, пожалуйста, от своего народа тогда. Раз Да. ты говоришь, ты особый, я понял, ты особый, ты у нас 50-50, получеченец, это самый казак. Ну, так ты говоришь, да, я сам от себя ничего не говорю, ты так себя преподнес. Что ты скажешь про тех украинцев, которые из Украины? Что из Украины? Украинцев из самой Украины, что ты про них скажешь? А что мне про них говорить? Пускай они сами за Не, себя говорят. опиши их, опиши их. Не понял вопрос. Давай я тебе пример. Ты же Опиши, не опиши. буду. Нет, Ты как ты видишь украинских украинцев, которые проживают в Украине? Коренные украинцы, проживающие в Украине. Опиши их, как ты их видишь, с какую сторону ты их видишь хорошую, какую ты их видишь плохую сторону. Просто опиши коротко. Коротко, это чем дальше на запад Украины, тем добрее народ, работоспособный, работящий народ. При умелом руководстве будут процветать. Понимаешь? А чем восточнее, чем восточнее, тем совковые, да? Ну, так сложилось там уже на Донбассе, там ближе к востоку, там же голодомор много выкосил. Ну, туда Не, довезли. правильно говори. Говори Туда Бомбас. Бомбас, не Донбасс. Это Бомбас. понятно. Я тебе скажу по поводу ассимиляции, как ты говоришь. Вот с Дона там убегали старообрядцы к Османскую империю, в Османскую империю. Никто их не принуждал ассимилироваться. Они убегали. Их там османы приняли. И это руководство Османской империи им доверяло больше там, границы, охрану резиденции, потому что они видели, что если они веру свою не продали, убежали от московского преследования, то они и новую родину не продадут. Хорошо, Донахче. Среди нас столько предателей, как среди Нохчи, вот эти годы, последние там советской власти, вот то, что сейчас, после 90-х, я просто вообще в шоке. У нас предателей не было и не будет. Подожди, предатели именно кого ты имеешь в виду? Опиши предателей, как они выглядят, их действия. Своей нации, вот предатели своей нации. Нет, должны быть определенные действия. Как это проявляется, это действие? Ну, как проявляется? Сначала говорит джихад, призывает к джихаду, надо там резать русских, то все возбуждает, чтобы как можно людей больше убили. А потом он оказывается шнырем, оказывается теперь это самое. Или там одни там тоже из себя корчили демократов, потом бороды отпустили, начали косить под маджахедов, когда начали деньги арабские заходить.
Как Мгм. проститутки Хорошо, туда-сюда. хорошо. Значит, они предали своих предков, я правильно понял? Абсолютно правильно. А ты почему предал своих предков? Каких именно? Ну, ты же у нас казах, понимаешь, и, Ну, а в чем я предал? тетеречный. В Подожди, чем подожди, заключается? твои предки верой и правдой служили царю, служили КГБ, служили НКВД, вы имели Не-не-не-не-не. оружие в те времена. Почему? КГБ, НКВД это новчи служили. Мы воевали против Не, не, Красной не, Армии, не, 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 против не, не, не большевизма, рассказывай. которые вас Да, потом выселяли. но депортировали не тебя, а именно вот этих чеченцев, понимаешь? Не Они твоих так вас предков. отблагодарили. Они вас так отблагодарили. Да, да, хорошо. Ну твои предки что? А твои предки, когда царю служили? Ну, царь хоть был, скажем, Бога признавал, а вы вступили в союзничество с безбожниками. И вот эти безбожники потом вас выселили. Поняли? Не, ты вообще неправильно преподносишь. В какие союзы? О каком союзе? Значит, я как понял, Советскую власть украинцы поддержала Ингушетия. 90% Подожди. чеченцев, В где-то новчи, 2-3. разведке Советского Союза большинство кто служили? Украинцы или русские? Инженеры, разрабатывающие оружие, большинство для России, были русские или украинцы? Наших служеских казаков там не было вроде. Не, подожди. Не. Да тут разницы нету. Ты сунжовский, не сунжовский, понимаешь? Это для Тут в тебя данный момент разницы нет. я... Подожди, тут Ты разницы уже нету, сам сунжовский, не ассимилировался там сунжовский. или нет? Ты сам ассимилировался? Конечно. Все, ты уже не новче? Ты не новче уже? Не. Ты не мусульманин? Не Я новче? полностью... Не мусульманин. Не. Ну о чем с тобой Полностью. разговаривать? О чем с Не, тобой я разговаривать? американец, мы выделяем вам бабки, я тебе говорю, я у тебя беру интервью. Короче, вот ты Почему вы ничего не сделали до сих пор, ну. спрашиваю? Не, я не продался. Я работаю. Потому что американцы, европейцы, это на самом деле родственники чеченцев. Ты знаешь, американцы как пишут свою нацию? White Caucasian. Белые кавказцы пишут о своей нации. Знаешь, в чем Европейцы. разница между тобой и мной? Потому что ты на происходят кого-то они работаешь. от кавказцев. Подожди. Я тебя еще раз спрашиваю. Вы когда что-то будете делать? Вот лично ты когда возьмешь оружие и пойдешь в котел? Почему ты ничего не делаешь? Ахчи вперед. Не, ахчи вы тоже получаете. Не, вы от нас Я не получаете получаю. ахчи. Вы получаете... Нет, ты не получаешь, потому что ты получаешь не от Госдепа, ты получаешь от Кремля. Но по твоей риторике ведь видно, что что-то с тобой не так. Что-то чекистское... Знаешь, в чем? Ты судишь по себе. Ты продажный, ты кому-то продался. Не, я работаю в сам на контрразведке. себя. Ты знаешь, что такое контрразведка? Я работаю в контрразведке. Сказки тут. Не, я работаю в контрразведке. Ты действительно, ты думаешь, я не работаю? Я работаю. И я знаю, как себя ведут вот эти самые ФСБшники, там, какие-то Ким Чен Ыновские и так далее. Ну, у вас же там целый сброд ведь собрался. И вот я тебя спрашиваю, если ты не ФСБшник, если ты не работаешь, если ты там проживаешь не с целью выдавать координаты, позиции, местонахождения, там, например, Patriot, еще другие там системы, или чтобы правильно били куда надо, то зачем ты не в котле? Почему ты вот как бы за чеченцев переживаешь, и вы, в том числе ваши вот Карпенко, вы все, ты же из его группы, вы переживаете за чеченских женщин. Прошу прощения. Не Карпенко, прошу прощения. Карпенко, а потом добавить Карпенко. Карпенко, да, правильно. Благодарю, брат. Видишь, я много проживаю уже тут в Западе, уже забываю вот эти моменты. Благодарю тебя, брат. Да, вот этот Карпенко, и ты у него тоже сидишь, и многие у вас сидят. Вот этот слепой кот, кстати, тоже, говорящий в том Казахстане. Нигде не сужу. Я много Я сужу, потому что я плачу налоги. Отдохнуть. Нет. Какой Нет, Карпенко?
Карпенко, не Карпенко, Карпенко. Скажи Карпенко. Скажи Карпенко. Не хочет он. Спой Не гимн хочет Украины. он. Спой гимн Украины. Залупкин тоже. Напомните Кликсрауну, что Залупкин Да. тоже это друг Да. Карпенко. И пусть он Дон Ахчина скажет тоже Залупкин. Да, слушай, скажи, пожалуйста, Карпенко и Залупкин. О, видите, это его. Вот сейчас вот теперь мы начинаем контратаковую интервью. Теперь спрашиваю, почему чеченские женщины недоступны ни вам, никому, ни в борделях, ни в порнофильмах, нигде недоступны, а почему ваши доступны всем? Почему я могу прогуляться по бульвару и сказать: эй, девушка, можно познакомиться? Вы откуда? Мы из Украины. Хорошо. Компот, мампот, пошли ко мне. И все, пошли. Заходишь в бордель, можешь говорить: а из каких стран девушки? Сразу говорят. Ну, разные страны есть. Болгария, там, европейские. Ну и куда же без украинской? И замуж уходят здесь. лично За знаю всех, кого двоих. попало. Подожди. Я лично Подожди, знаю двоих, я тебе которые- говорю. Я тебя спрашиваю, почему ваши бабы доступны всем, а чеченские нет? Я тебя спрашиваю, как европеец. С Карпенко поговорил на эту тему. Не, Я я с тобой... отвечаю. Подожди. Карпенко не разговаривал лично со мной. Он у меня не будет брать интервью, потому что он сыт. Понимаешь? Он сыт. Потому что он работает на ФСБ. Он знает, что его разоблачили, поэтому он сыт. Он сюда и не зайдет. Он мудак. Хотя он заходит, он слушает. Вы видели, как только наш Винни Видидичи, наш журналист из Соединенных Штатов, тоже, когда его разоблачил, он надел футболку агент ФСБ, потому что знает, что его разоблачили. Он сидит сюда, слушает вот этот Карпенко, этот Залупкин. И теперь я спрашиваю тебя, почему ваши бабы доступны легко, а чеченские нет? Вы что, не избранный народ, что ли? Вы что, не особый народ, что ли? Или у вас Особый там народ, прохожий это- дом, что ли? Смотри, особые украинцы это мы, чеченские, там, сунжинские казаки. Вот мы Не, нету таких. Чеченский, не чеченский. Либо ты чеченец, либо ты украинец. Нет, мы сунжинские казаки. Наши Не, ты никогда в Мы жизни не будешь украинцы. сунжовский. И украинский Потому что... анклав. Смотри. Придется Говорю вам тебе, восстановить как его. работник, говорю тебе, как работник Моссада, как работник Соединенных Штатов. Говорю тебе, как работник Ферфасунгшутце, как этеретника. Говорю тебе, ты никогда не будешь, потому что твои предки туда пришли, как оккупанты. Да, были, которые пришли как во время Голодомора, но ты же не от Голодомора бежал. Мы же знаем, кто бежает от Голодомора. Те, которые бежают от Голодомора, в итоге стали чеченцами. И все, ассимилировались. А ты и твои предки, когда чеченцы вернулись с высылки, говорили им: вы почему разговариваете на животном языке? Это- На это нечеловеческом сейчас ты языке. врешь, не Говорите ври. хотя бы на русском языке, хотя бы на русском. Да, не было, отлично, и не ври. украинцы были. Вот твои ври. сунжовские, твои вот Врешь, самые всякие вот это врешь. были. Не вру, Врешь. нет, так были. Свидетели Врешь. есть. Я не вру. Очевидцы Врешь. врут, значит, да? Хорошо. Врешь. Значит, ты Крикс, хочешь сказать, что ваши прошу женщины прощения. тоже недоступны, прощения, ваши Крикс, женщины доступны, это тоже я вру, да? Крикс, подождите, секундочку. Можно? Я как бы прошу прощения, но как бы на правах модератора. К нам только что, вот когда Дон Авчи заходил под ником Франция, заходил Яр, его как бы раб, можно сказать, его подручный, его посыльный был Яр, они только что подпевали друг с другом. Криксрам, я просто вас попрошу. Я тебя поправлю тоже, да, как ты меня поправил с этим Карпенком. Ты должен сказать, несчастный пидорас заходил сюда. Да. Чтобы... Совершенно верно. Я, являясь несчастным пидорасом, заходил сюда под ником Франция и поддерживал своего куратора Дона Ахти. Но я хотел бы, кто хотел вас попросить, Криксрам.
Вы его интервьюируете, нашего Дона Ахчи, ну давайте ему тоже возможность хотя бы немножко отвечать. Потому что вы жестко его задаете ему вопросы, но не даете ему возможность все-таки ответить. Даже если он отвечает как хочет, или как попало, или не в попад, или вообще не по теме. Ничего страшного, давайте ему отвечать, потому что нам нужно, чтобы люди видели, с кем мы имеем дело. Конечно, конечно, поэтому я задаю вопрос, почему, Да. Мы хотим почему на- их женщины Да, да, щас доступны, придем. а Щас чеченские придем. нет? 10 Пусть он ответит. 10 секунд. Напоминаем, что мы вещаем из Вашингтона, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки. Подписан пакет акций помощи, который подписал новоизбранный президент Дональд Трамп Соединенных Штатов Америки. МАГА, Make America Great Again. Работаем в тесном контакте с Конгрессом, Госдепартаментом Севером США. Наш боевой фронтовой журналист Криксрау берет интервью, напоминаем, у русского агента ФСБ, который находится под глубоким прикрытием в Украине, в городе Киеве. Подручный, возможно, даже и куратор Карпенко, уже апостола, и Владимира Залупкина. Криксрау, продолжайте, вам слово, мы вас слушаем. Хорошо, благодарю, что дали мне еще раз слово. Мой дорогой товарищ по работе, по кабинету. Я задаю еще раз вопрос, он никак не отвечает. Это простой вопрос. Почему ваши женщины доступны, а чеченские нет? Почему вы не особый народ? Вопрос задан. Жду ответа. Дон Ахчи. Вопрос не по адресу. Вопрос по адресу. Нет, я только отвечаю за судженских казаков и казачек. Не. Сунжевский нет никаких казаков. Нет ни казаков, ни Если украинцев, нет, значит, ни значит, русских. и меня нет. Значит, вопрос, Да, значит, тогда разговор закончен. Нет, ты говоришь, ты в Украине проживаешь. Нет, не закрыт. Видишь, знает, почему доступные, а почему чеченские недоступные. Знает, Ну, знает, отвечай что за он не меня сам. особый. Отвечай за меня. Ну давай. вот, конечно, я отвечаю. Вы когда у себя что-то будете делать, я уже спрашиваю, я уже задолбался тебе задавать вопрос. Вы когда у нас будете высасывать бабки, оружие, и никаких результатов. Чем больше даем, тем больше они просрали. Вы заметите? Тем больше вы даете, тем больше они просрали. Через Вы меня там чем передавай. заняты вообще? Через меня передавай деньги. Ну ты же Да, работник, через меня. Нет, ты через работник меня. Я ничего не ГУРа, получу. ты работник ФСБ. Я спрашиваю, когда вы начнете вот что-то делать? Почему чеченцы с когда через меня калашами, начнут с дальше гранатометами делать? смогли победить, а вы не можете? Вам весь мир помогает, елки-палки уже. Уже задолбались помогать. Скоро не получится ничего. Либо вы что-то делаете, либо все. Отдавайте все рашки. Потому что мы не собираемся из наших налогов вам платить, что вы вот там ты, кайфовали. Вот ты и раскололся, видишь. Отдавайте. Вот ты сам погорел. Задайте Не, ему вопрос. нам, смотри, сейчас я отвечу. Вот чего ты хочешь. Подожди, я просто хочу вам к сведению. Задайте нашему гостю Дону Ахчи, русскому ФСБшному агенту в Украине, под русской перхоти, про Андрея Ермака и Зеленского. Почему эти два типа занимаются коррупционными схемами на территории Украины и в украинской власти? Эти два типа. Вот. Андрей Ермак, бывший депутат из партии регионов, который был в близком узком кругу Януковича, русского агента ФСБшника, и Зеленский, которого Коломойский со своей русской православной Ахрусунной бандой ФСБшной протолкнули к власти в результате телесериала «Наш президент». Вот задайте вопрос Дону Ахчи про этих двух персонажей. Мы вас слушаем. Смотри, мой коллега, вы же знаете, что я сюда пришел спрашивать у них касательно именно финансов. Нас интересуют финансы, да? Как бы мы тут финансами занимаемся. Я чисто по финансам, потому что мы платим, мы хотим результата. Вот в чем дело. А то, что они есть, мы знаем, мы говорили. Почему вы ничего не сделаете? Почему вы еще один Майдан не устроите? Почему вы не свергнете этого Зеленского, всех этих бандитов, которые у вас? Почему вы это не сделаете? Но они не хотят отвечать. Потому что они все заодно. Я И понял, поэтому я говорю, смотри, Россия это наша.
Смотри, Нет, Россия ничего не производит. чтобы Майдан был, чтобы тут бардак был, Я чтобы тебе Украина объясняю, проиграла. подожди. Да вы Я это уже не сделаете, понял. я знаю, что вы не особый народ, я понял уже, все. Это вначале были вы особые, Уже тут да. Потом вы, все, непонятно, кто тут агент ФСБ. потом вы всех патриотов уничтожили, бросили котел и остались такие, как вы. И поэтому некому, да. А касательно России, почему мы не разваливаем Россию? Потому что Россия это, бензобак, из которого мы все высасываем. Ты видел, что в России что-то производило? Ни гвоздей, ничего. Все импорт-экспорт. Мы у них покупаем. Вам невыгодно ее Да. разваливать. Вам так правильно. Конечно, зачем нам, украинцам, бензобак? выгодно, а вам нет. Вы Нет. перхоть Русни и Америки. Не. Нам это не выгодно чисто по финансам, потому что мы заботимся о своей нации, понимаете ли? Вот в чем дело. Потому что мы бы развалили бы его, если бы там были бы особые люди, примерно как чеченцы, например. Но там нету особых людей, как чеченцев. Там все рабы. Потому что, знаешь почему не разваливается? Потому что вы все там рабы. Да. Вон, видишь Кадырова Рамзана, на которого вы жалуетесь там, что вон, Рашка платит им дань, вон, смотрите, вы платите им для того, чтобы они кайфовали, буксовали. Видишь? Вы говорите, что они проиграли. Они даже тут уже не проиграли. Массово дотации идут с России. Но не в твой регион, понимаешь, и не в твои карманы. Даже тут уже видно, что Чечня... И задается вопрос, а проиграла бы Чечня? Возбуждаем Подожди, журналист разговаривает, подожди. Военный журналист, финансовый, разговаривает с тобой. И тут задаемся мы вопросом, а действительно Чечня проиграла, как вы это преподносите? А может быть, дальше платят дань? Вот такие дела. Платят дань России. Чтобы они дальше их не опозорили перед всем миром. Потому что с калашами и гранатометами, чтобы взять, победить империю, это вообще-то вау. Мы сами в шоке. И поэтому мы тебя спрашиваем, вы когда начнете делать? Вот вы готовы завтра выйти с оружием и пойти в котел, оборонять Украину? Ты же в Украине находишься. Ты готов или нет? ТикТоки там будешь снимать. Мне Арчи лично присылай, тогда будем разговаривать. Вам Ахчи платят. Интернациональному батальону тоже платят Ахчи. ВСУ платит Ахчи. Вот, например, ваша вот одна не особая ваша дама, которая доступна всем, у нее муж, кстати, в плену. Он воевал на стороне Украины. Он попал в плен. Он раненый, он до сих пор в плену. Не обменяли, да. Она сожительствует там с одним русским, да. Но он тоже наш работник, он за интересы как бы Соединенных Штатов, да. Она получает бабки до сих пор, проживая на территории Соединенных Штатов за своего мужа. Родственникам звонит, родственнику мужу звонит, говорит, передай, что я ему люблю. Если он позвонит, обязательно передай. Лежит в кровати со своим хахалем. Да. Так что не говори, что бабки не будут платить. Ты не переживай, будут платить. В плен попадешь, опять будут платить, дальше будут платить. Арчи Что ты... вперед, Арчи вперед. Вперед тебе дают вот уже. Приезжай сюда, воюй за свои интересы. Мы не воюем. Мы бизнесом занимаемся. Я тоже бизнесмен. Мы бизнесом занимаемся. Арчи вперед. Короче, вы поняли? Одним словом, не особый, никчемный, трусливый Дон Ахчи показал, что он трус. Что он ни к чему не готов. Ихняя проблема – это только Чечня. Нас спрашивают, почему вот эти украинцы сейчас зациклились на чеченцев. Мои коллеги по цеху спрашивают меня, да? Я говорю, надо узнать. Я решил узнать у тебя. Ответа не нашел.
И я поставлю вам диагноз. Я тебе Вашему еще раз говорю, Карпенку, я отвечаю вашему за Карпенку, Сабурдел. вашему Карпенку, особенно вот главному ваш Карпенко, ваше Залубкину, вашему этому, который пенисом играл на пианине, это, как его там, Зеленскому, скажу, что вы трусы. Никчемные разъебаи. Прямо сейчас Раздолбай, разъебай. звони Вот прямо поняли? сейчас. Да. Мне все равно. Да, Я поэтому отвечаю смысл... за Сунжинский. Так что... Я отвечаю за Сунжинский. Нет, ты не Сунжин. Либо ты в Чечне, ты чеченец, либо ты никто. Понимаешь? Не, так не канает. Не. Вам придется признать украинский анклав внутри Чечни в Очкой-Мартановском районе. Знаешь, когда я был в командировке в Чечне, там я чеченцам сказал, у вас здесь разные, есть такие сунджовские ребята. Один есть, Дон Ахчи. Он говорит, что он с вами. И они говорят, правильно, тот, кто не с нами, тот недостоин быть под нами. А если ты не хочешь быть под ними, ты должен стать чеченцем. Вот тебе и все. Без вас, продажных, разберемся. Ты же продался, ты же уже там. Не, я в Соединенных Штатах. Я в Соединенных Штатах тебе говорю еще раз. Ты не Нохче, ты уже не чеченец. Да, я американец, да. А что ты тогда... Боже, храни Америку. Да, слушай меня. Все, я понял. Карпенко, я знаю, что ты передашь ему, ты же сюда заходишь, чтобы передавать всю информацию. Поэтому, Карпенко, мы сегодня поняли, ответа нету, почему вы не особые, а чеченцы особые. Опять же, респект чеченцам, молодцы, что вы такие особые, что ваши женщины, убегая от войны, от Первой чеченской войны, от русских, не стали ваши женщины работать в борделях европейских, не стали доступны всем подряд, а вот их не стали. Прям по щелчку пальца. Молодцы и респект вам, чеченцы. Вот так вот. Ну все, я закончил интервью, я понял, что ответа не будет, потому что они не особые, мозгов у них нету, потому что они долбоебы все там. Как говорится, семья без урода не бывает, да, говорят такое. Но у них, походу, все в семье долбоебы. Все, я закончил. Ты вот матюкаться начинаешь. Ты вопросы задавал не по адресу. Я американец, у нас все фак на факе. Америка, вот, fuck yeah. Слышал? Вот так. Да. Так что вот так вот, да. У нас все на мате, да. Потому что мы разговариваем цивилизованно с нормальными людьми, с особыми людьми, избранными людьми, нормальном языке. А не избранными и не особыми, у которых женщины там легко доступны, мы так и разговариваем. Фак. Понял? Все. Я закончил интервью. Просто напомнить, что Америка с нами и Дональд Трамп наш президент. Просто скажите в эфире, что Америка с нами и Дональд Трамп наш президент МАГА. Америка, это, конечно. Америка, конечно, с нами, и Дональд Трамп наш брат. Не то, что он за нас, или мы с ним. Он наш брат. Мы одно единое. Республиканцы за чеченцев. Понимаете ли? Вот так вот. Не переживайте, чеченцы. Республиканцы вас любят, вас уважают, и ваш подвиг помнят до сих пор. И до сих пор даже шокированы вами, как им удается. И вот задаются вопросом. Все говорят, что Чечня проиграла Вторую войну, но почему-то Чечня рулит везде в России. Они особые там. Не-не-не, чеченцы до сих пор не проиграли. Вот так вот. Но дело в бабках, это надо признать. Карпенко сейчас тебе за эти слова аплодирует, молодец. Русский, слушайте. Не Карпенко, а Карпенко, говори как есть. Скажи Карпенко. Скажи Карпенко. Спой гимн Украины. Карпенко. Давай говори гимн Карпенко. Украины вместе споем. Карпенко, скажи. Карпенко. Вопрос Смотрите, Дональд, просто мы вас просим от имени всего украинского народа, всей украинской нации за державу. Скажите просто Карпенко и Залубкин в прямом эфире. Просто назовите эти два имени. Значит, просьба платная. Ахчи вперед. Ахчи вперед. Да, просьба платная. Что еще скажешь, а?
Ну ты все сказал уже. Одним Ты словом, сам, мы ты сам поняли. вопрос задаешь, сам Одним отвечаешь. словом, все, Донахчи, все, больше к тебе вопрос не будет. Мы заинтересованы брать интервью там особыми. Ты говорил, что ты из Чечни. Я думаю, может быть, ты проживаешь в Чечне там, прожил, ну, ты говоришь, что ты прожил в Чечне, да, там. Может быть, ты как чуть-чуть-то стал ты особенным. Но нет, ты не стал особенным. Ты какой есть, не особый, всем доступный. И таким останешься. Живи с этим. Все, я закончил, все. У меня просто был доклад, и я должен был узнать, почему они ничего не делают у себя, почему они надеются на чеченцев, почему чеченцы должны за них что-то делать. Вот и все. Карпенко, Залупкин, Чуахдушин. Продолжайте, да. Александр, вы закончили? А я закончил, что мне с этим не особым с мудаком разговаривать или еще что-то спрашивать. Ну, Давайте, действительно, ладно. послушай вот на его разговор. Трусливый, конченый, ничтожный, не особый мудак. Вот что с него взять? Что он скажет? Он целый день только... Да, перед заключением, я говорю, он целый день только будет говорить, я Сунжевский, я в Чечне жил, там моя родина, и все. Больше от него ничего не слышишь. Все, закончил. Дон Ахчи, просто просим от имени редакции, от Конгресса, от имени Конгресса, Сената, Госдепа, всего украинского народа, а также чеченской нации и всех сунжинских казаков, Сунжинского округа казаков, пожалуйста, кубанских украинцев. Скажите просто на весь, как бы, в нашем прямом эфире, на весь белый свет, Карпенко, Залупкин, Золкин. Пожалуйста, вам слово. Просьба платная. Ахчи вперед. Сколько вам? Сколько надо? Скажите, сколько надо? 666 миллионов долларов. Хорошо. Ще не вмерла Украина, и слава, и воля. Ще нам, братья молодые, усмехнется доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануем и мы, братья, и у своей сторонцы. Вот таких мудаков, предателей, национал-предателей Украины мы будем выявлять. Дон Ахчи является глубоко законспирированным, закинутым на территорию Украины русским ФСБшным, СВРским, ГРУшным агентом. Также он занимался всю свою сознательную жизнь подрывной деятельностью на территории Чеченской Республики, так называемом населенном пункте Асиновская, прикрываясь так называемыми какими-то своими несуществующими мифическими казацкими корнями. Вообще казаков, которых никогда в помине не было. На самом деле он является под русской перхотью наследником и русских вот этих вот мракобесов, убийц, насильников, вот всей этой русской орды, которая перебралась где-то в 16 веке на левый берег Дона. И они предательски, входя в доверие у коренного населения, чеченцев, предавали нас, чеченцев, и приводили нам в глубокий тыл русские оккупационные войска. Его зовут Дон Ахчи, он выучил несколько слов на украинском языке, живет на территории Украины, является подручным, доверенным лицом таких русских агентов и бандитов, а также террористов, как Карпенко, лже-апостол, Залупкин, Золкин. С ним в тесном контакте работает несчастный пидорас, чеченно говорящий, под кодовым названием Ярый. Также с ним еще один пидорас русскоязычный, но который говорит, что он украинец. Его зовут Евгений какой-то, Женя с Дании, тоже они сюда заходят, они говорят. Короче, все русскоязычные пидорасы с Украины, заднеприводные кверху зады, они одновременно являются музмахмадовцами, мусульмане, исламисты, являются приверженцами русской православной Ахлю-Сунны, русской православной церкви. Короче говоря, все, что можно религиозно, все вот эти скрепные дела, их не жопные, особенно жопные дела, они все являются представителями этой идеологии. Мы искренне благодарим нашего боевого чеченского ворона со скандинавским окрамом, боевого фронтового именно журналиста, который имеет очень богатый опыт
имел возможность участвовать во всех конфликтах, которые происходили с 1990 года во всех уголках нашей планеты Земля. Был в Южной Америке, в Северной Америке, в Африке, в Азии, в Австралии, в Тиморе, Новой Зеландии, где он только не был. В Антарктике высаживался, в Арктике тоже был. Зовут его Криксрау. Мы его благодарим за то, что он вывел на чистую воду нашего мерзкого, подлого, подрусского, перхотного агента Кверхузада заднеприводного Дона Ахчи, который за копейку готов продать любого. Как он говорит, я готов сделать все, что вы хотите, но только платите мне. За деньги он сделает все, что вам угодно. Вот такие у нас в гостях бывают лже-патриоты Украины. А теперь мы продолжим наш прямой эфир. Куда делся наш Дон Ахчи с нами, да, Дон Ахчи. Даже если вы являетесь таким подлым мерзавцем, мы вам всегда будем давать слово, приходите к нам, мы вас ждем, никогда вас лишать слова не будем. И будем давать такие же права, которые есть у нас, даже если вы являетесь русским рабом. Потому что мы свободные люди, мы на свободной площадке, созданы свободными людьми для свободного волеизъявления. Нас частично финансирует Госдеп, Конгресс, Сенат США. Также, пользуясь случаем, благодарим наших технических модераторов, техническую поддержку, которые успешно борются со всеми русскими террористическими DOS и вирусными атаками и троллей-ботами. Так, мы включаем потихоньку микрофоны. Мы видим, что у нас в гостях так называемые мусульманские Ахлю-Сунна, Кверхузады, заднеприводные патриоты России. Чечено говорящие, мы им тоже будем давать слово. Сегодня у нас будут очень жаркие дебаты, беседы. Только в дебатах рождается истина. Никого затыкать мы сегодня не будем. Даем слово всем и каждому. У нас в гостях наши армянские, да, друзья, да. Да, прошу прощения, Салав, я хотел бы сказать, вот видишь, он говорит, Ахчи, давай. Мы вообще-то не просили там устраивать бизнес и за деньги, чтобы они убивали украинских патриотов. Мы требуем только результатов. Но они что сделали? Они на передовую кидали украинских патриотов. Зеленский ворует с Ермаком, это банда, зеленая банда русских православных ахлюсунчиков, которые продали Украину русским. На самом деле Зеленский со своей бандой, вот этот Ермак и вся бывшая партия, вот эта вся когорта именно из партии регионов, которая оккупировала власти в Украине, занимается коррупционными схемами по выводу денежных средств, а также продаже гуманитарной, а также военной техники, которую направляют им Соединенные Штаты. А так как вы являетесь боевым фронтовым журналистом, вы требуете результаты, вы говорите, где эти деньги, которые выделяются? Можно... Да, сейчас, подождите, сейчас я быстро добавлю, и чтобы я убила. Мы знаем, где эти деньги украдены уже. Но мы сейчас требуем от народа хоть что-то сделать, свергнуть эту власть, взять контроль под свое правильное русло. И требуем, чтобы там были патриоты во власти, как Залужный, например. Совершенно верно. И все. Больше ничего мы не требуем. Мы уже бессмысленно что-то требовать, понимаете ли? Просто надо свергнуть эту власть, и все. Будет результат. Да. Мы требуем результаты. Пацаны, завязывайте поднимать процент по обналу. Я вас очень прошу, снизьте процент. Хватит такую муть мутить вообще. Вот эти все, кто на Карпенко работает по обналу, по офшору, с 18% до 32% подняли. Сколько можно? Остановитесь. Навчи, прекращайте поднимать проценты. До Навчи, вы же подлый мерзкий лжец. Зачем вы это делаете? В прямом эфире вам заявляют именно о цифрах, которые вы применяете по обналу. 30%. Кстати, мы его будем называть 30% до Навчи. До Навчи, у вас есть что возразить? За 4 месяца такой процентаж, это вообще совесть где ваша? Вы хуже русских уже. Навчи, у вас есть что возразить? Присылайте мне напрямую, я больше 10 не буду брать. 30%. Вот, кстати, он признается в прямом эфире, находясь в Киеве, он говорит, что он будет упиваться, как упырь, украинской кровью и их денежными средствами. Выводить их за Можно, пределы да, Украины. вам личку написать по обналу? Не по адресу. Что, он как улитка сейчас закрылся. Навчи, стопер автобус, база речи, пирожки, Сладкие булочки. Чей подгощ? Сладкие булочки, шворцем. Так, кстати, давайте, у нас сегодня будет сейчас передача эксклюзивная для русских православных мусульман, кверхузадов заднеприводных. Бисмилля и рахмани рахим. Алхамдулилlah раббил аламин.
Аллах! Это наша извечная тема. Вера в Аллаха. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Allahu Ekber. Dan iste, mogliš, dan iste. Kažaušit, eta. Juka maliks. Das ne dat, što šeit niš manolitiš moš. Dat si mogliš eta, beš. Kaz kijek šaltuh kjašlo, bismillahirrahmanirrahim. Поток хахилама скара. Ну и дальше. Кстати, Крикс, к нам присоединился несчастный пидорас. Яры, угроза государственности. Если у вас есть что ему сказать, можете ему передать привет. Можно передать? Да, Точно? передавайте ему привет. Да, конечно. Как есть говорить? Да, хакуха, это несчастный пидорас. Астагфирулlah. Ну что, жестко мало. И удар. Швейцария, шандерца есть. Государственник, у вас есть что возразить? Пожалуйста, вам слово. Мы вас слышим, мы знаем, что это вы. Говорите. А в группе что, хушник, ходотели? Что тут вообще Фреш, да, происходит? говорите. Да. Фреш, кстати, вот что вы думаете вообще о всем Я том, в что шоке с происходит? того, что тут происходит, честно. 2 часа Да, мы слушаю. тоже в шоке, кстати. Да, мы тоже в шоке. Вы, кстати, вы мусульмановец или вы кто? Нет, я кефир. Кафир? Кефир, молоко, сыр, Хорошо, все понятно. сливочное ладно, ничего масло. страшного. Я любитель. Да, все понятно. У нас Халиф Аль-Маймун, кстати. Кстати, у нас вообще-то передача была про Коран. Но как-то тут Дон Арчев влез со своей Украиной, со своими коррупционными схемами, как он выводит деньги за офшор с этим, с Лубкиным, с Карпенко, со своими русскими агентами в Украине. И как бы перехватил весь наш сегодняшний прямой эфир, перевел на себя. Но мы с ним разобрались, наш боевой фронтовой журналист провел такой, знаете, такой легкой, такой напористой, такой, знаете, форме интервью, прижал его к стенке, можно сказать, прищемил его тестикулы, можно даже так сказать, и он начал пищать, как котенок. Не как кот какой-то, а как котенок. Но мы Дона Арчи любим, пускай приходят сладкие булочки ему, сладкие булочки. Дон Арчи, Дон Арчи, Вова. Умадас, Дон Арчи, приходи к нам, приходи, мы тебя любим все равно. Даже если ты наш враг, мы тебя любим, потому что мы врагов тоже уважаем, мы же чеченцы. Здесь находятся истинные, свободные, свободолюбивые, из тьмы веков чеченцы, которые никогда не предают свой кодекс Нохчола. Поэтому даже если вы подлый мерзкий тип, мы вам будем давать те же права, которые есть у нас, потому что мы любим свободу больше и выше, чем даже жизнь. Потому что наша жизнь зиждется на свободе. Так. У нас в гостях, кстати, Фреш, кефир тоже какой-то непонятный. Ладно, ничего страшного, мы и кефиров тоже любим. К нам присоединяется Халиф Маймун, Кизиль у нас в гостях, Ламару, Карен, Калитка. Кстати, что за Калитка вообще? Что такое? Так, у нас в гостях Макс Че, неизвестно кто. Так, у нас Линд. Так, Линда. Угу, хорошо. У нас Руслан Нясархо, тоже хороший парень, честный парень, порядочный. Таких мы людей любим, уважаем. Всех тех, кого мы перечисляем. Рус – это опасный человек. Он всегда приходит с Алляхом, он всегда подрывает нашу чеченскую стабильность, он всегда загоняет нам Алляха. А Аллах нам пока здесь не нужен. Мы будем читать Коран, суры и аяты. А он не принимает суры и аяты. Нам нужны люди, которые принимают суры и аяты. Альхамдулилля, раббиль алямин. Сразу кейш халадяч, да, сбить кулке, мушламуш надис. Вот такая вот у нас жизнь. Любой мулла заходит, если куда-то, сразу тот говорит: Аллаху Акбар! Все готовы сразу. Все. Встаем, раком. Ферхузады записывают. Вот, наши братья подсоединились. Альхамдулилля, раббиль алямин. Аллаху Акбар! О, кстати, Криксрал, вот он слышит вас, передайте ему привет. Криксрал, зашел этот самый государственный, передайте ему привет. Криксрал, передайте ему привет.
Хачели, Момо. Молодой. Криксрам, пришел этот, пришел, он хочет получить корпус. Криксрам был обижен как кузал, ой. Понял. А вашу позицию объясните, ладно, пидорасы. Что вы защищаете? Какие у вас ценности? Я голубым, ничего, Стеглар. Ну хорошо, у вас какая позиция? Вы под русское перхоть тоже? Перхузат заднеприводный. Вы поддерживаете хиджабы, Я вообще молчал. навязывание ислама. Вы поддерживаете вообще? Кто вы? Объясните нам. Кто вы? Не слышали. Минута славы вам дается. Говорите, что вы поддерживаете? Коран, суры, аяты признаете? Коран признаете вы? Признаете Коран? Ответьте. Ответьте, Яра, ответьте, вас слушает. Признаете? Кстати, наши же музмамовцы будут наказывать. Вы музмамовцы, вы навязываете нашим чеченским женщинам арабские одеяния. Вы лишаете наших чеченских женщин их прав. Понимаете? Их прав, законных прав. Вы лишаете наших чеченских женщин их прав. Вы им навязываете арабскую блядскую одежду, хиджабы. Каких прав я их лишаю? Ты чуркобес. Хорошо, ну объясните. Давай Вы же ратуете за хиджабы. Вы же ратуете за хиджаб, говорите, мы вас слушаем. Какой хиджаб? Вы ратуете за хиджаб, вы хотите наших всех чеченских женщин одеть в хиджабы, мы вас слушаем. Когда Говорите. я это говорил, балабол. Объясните вашу позицию, говорите. Когда я такое говорил воздуха? Знаете, что в суре 353 я по памяти... Да мне плевать на твою суру, балабол, скажи, где я... А, вы на Коран плюете? Вы знаете, что музмамовцы вас накажут? Короче, я понял, скопя. Келался гацу, поэтому ты просто... Музмамовцы вас накажут. Яры, вас накажут музмамовцы. Да, я тебя сам носит, лергистит, это. Да вы что, вы такой сильный, что ли? Ты что там, попутал, что ли? Совсем. Вы такой сильный, вы прям вот так вот раздаете, да, эти пакеты, Нет, налево-направо? А вы что, серьезно, что ли? Вы такой смелый? Ох, вы такой ярый. Да нет, Да. Хорошо, ладно, объясните вашу позицию. Ладно, по хиджабам объясните вашу позицию. Пожалуйста. Голубым ничего не объясняю. Хорошо, ладно. А с каких вот... хорошо, ладно. Объясните, почему вы утверждаете с такой уверенностью, что ваш покорный слуга является голубым, как вы говорите? Ты не пойди. Я бы тебя по-другому назвал. Просто Хасан Гилки, Целясон, все-таки мягкий. Ну хорошо, называйте как есть. Вот я называю вас как Здесь бы мы одни были, я бы тебя по-другому назвал. А зачем мне с вами быть одному? Я же не как вы, несчастный пидорас. Я же занимаюсь я этим делом. имею в виду, если бы там этих людей здесь не было, я бы тебе по-другому сказал. Охарактеризовал бы тебя. Салев, это что нас тут выбивает? Маситус Эрла Стёп, что дует. Ола, канал. Обиженка вернулся. Эй, يقعد عياته هي دير عقوة ديت يا عدالي هي يقعد قاعية هي دير عقوة ديت يا نشاس في درس عميلك أزعق يقعد يبا خزي على حديثة يقعد يستل شو سوينا Давай, слушай нашу кипру. Давай, Егор, Адитов. Как этот шныр разговаривает. Егор, Адита, юалет, Адита, ладов, шо, Адит, Егор, ладов, шо. Давало, ай, норвежский цени, ваха, ногти, ё, марится, елой, даже самый конченый. Хазион, Ижиру, Хазион, ладуа, ладуа, Хазион, Ижиру, чувардита, Ижиру, Адита, рон. Жиру елки вардица все. Согатя бы жиру елки Хазион, жиру елки вон. Тяхало инцидент яйца лучше. Ты меня с кем-то путаешь, да? Нет, это не ауз. Адица, если не обоснуешь свои слова. Короче, те мою хорошо, жиру елки вон. Ласаца, несчастный. Вот, жиру елки вон.
Büyüseyahın duy. Ol şazda ta. Zinaçk da onlar duy. Proverni Müslümanın. الصور دور Büyüse إمنا وغنى Собордин. صور Собордин. Ладу, дадить, hadich да, дадить, Да, до. давай, Все давай. лично хуотна, ха. Лютен, халё, жирош haditsen du. Хуотна. Печ омарёз бош, Украин кюдат. Украиншин, о, дат, чот ирош тро. Хуотна, ха. هذا بيسي أخوانا بيسي أخشوت يا وجعورن كروتشي بولغ ما يزي حتشوقع شر هو تشوقع شو تاع بيجنا شو بعد وتقول تزوا بق الجبلن تلصبش مت تشيش دال Ты مот مот أدي دات Давай, ты мне свои детские خزيا травмы не خزيا рассказывай. ميلا تقول تزوا جاوي تندات عورة حلقة بخمة القي دبليتنا ميلا قي جاوتيون دات تيوم خجل تشيشدا بقى بيقبل بيقوزش بقى عاشو بقى ميت تشيشدا Милан, соцсетя, мела, мода, чё за دعوة لا دع مديتا خزيا Не, обычный صونا зато هو يبخسون зато они сейчас пидорасы يبخسون كيك على عويلا ديل ده مبوشة خزيا لا لا حدايو حدايو خزيا حدايو حسن بيدراس حدايو إيش ناخي وتخمش بلاش انا دينا قصته قلبو تشو حبرات قلبو تشو الان خزيا حبرات قلبو حورا داور إيش نشاس بيدراس حسن любой خذي دبارة حديثة حديثة خذي دبارة حديثة سوسة психолог деле حديثة Новый клиент подошел. حديثة بيشاو خذي دبارة Музмамады. А вот, сейчас новый клиент подошел. حديثة خذي دبارة Арелы, бич. эх жалко такого пациента Что еще, упустили Роман? такой пациент был несчастно я рыбовшу хурилда несчастный пидорас я хурила вот он африканский флагтон Кабо-Верде я цум флагтон вообще скорее всего Кабо-Верде короче عجلوش نص عيشة ألهم داتس خص Европа Соединенные Штаты адука عجنا أبو нормально дико боцуш короче разные ома набу но скорее всего Кабо-Верде датс ну хотел чвантерду раз он подвесил себя флаг Кабо-Верде дуи государственная угроза حبيبي نخطو Кабо-Верде флаг то мичона يو حديثة شيء ده يو إشتاسن شيء ورخة ده وبوش تعمل ولا لير غير نويليس ну ака верон есть из мечт интересного ака мичона во ака دعوة رواتس حولنا ака الله دو حول ака Так, акушечка, акушечка. Так, ладно. Ладно, давай тогда зачитаем Коран, суры и аят из Корана, потому что мы занимаемся все-таки просветительской деятельностью. Мы не будем ругаться. У нас нету цели ругаться, но мы отвечаем взаимностью тем, кто к нам заходит. А так мы, конечно же, не занимаемся сквернословием. Это не в наших правилах. Так, давай приступим к зачитыванию священного Корана. Это очень важно. Алхамдулилляхи раббил алямин. ну конечно вы иман должна моду аудить какое вы маса досквернство только по сунне вы дашадат вот Аллах джаби вы сквернство дашадат сунду адинига ялхул шу Только по слову Аллаха, да. Потому что они же сами говорят. Да. Можно вопрос до того, как ты начнешь? Да, задавайте вопрос. Вот смотри, я, конечно, здесь всех не знаю, кто здесь сидит. Я вот вижу, здесь Заза есть. Она почти как коллега тебе, а я знаю, что она единомышленник с вами там в хороших отношениях. И я просто удивлен. Ну, ты же знаешь здесь женский пол сидит. Почему ты разрешаешь им так общаться? Это же твои братья-мусульмане. Разве мы их призывали материться? Они же такие же братья-мусульмане, как и ты. Они принимают Коран как священную книгу. Они признают Мухаммада. И они заходят из сквернословия. Я же не могу им запретить.
Пускай люди знают, кто такие где ты был, когда Яры пригласил своего брата, который в Дании работает, свинарник чистит, да? Пригласил его, и когда он оскорблял Зазу, весь чеченский народ, оскорблял женщин чеченских, где ты тогда был? Почему тебя тогда не было, не видно, не слышно? Что Лайнг это в такое? личку каждый день оскорбляет. Крикс, я не, Вот ты не флайнг пойми меня оскорбляет, да. неправильно. Соборне, Крикс, соборне. Ты не пойми меня неправильно, я не лезу к тебе там на какие-то это выяснения Рус, или отношений. крестик сними, или трусы надень на улице хозяина. Не, соборне, я просто хотел замечание сделать, хотел сказать, духдейтира, бьехом, что духдейтир, иду асалач. Ты же можешь эти слова Бьем, заметить. стать Аллах дуаду, мелдашик, Аллах дуаду. Поэтому это не считается бьем, а считается ялхуш. Не, он нохчуаться, он нохчулу, лил нет, так, Собу в первую очередь. Собу. Давайте напомним. Ахлюсюлю валь джамаа. Да. Давайте напомним нашему гостю, что буквально час назад подождите, он хотит. Вы хотели на Красной площади изнасиловать ни за что чеченского мужчину, вести ему в задний проход ваш половой член. Это правда или нет? Я не отрицаю, что я заматерился, когда он начал моего отца... Вы хотели изнасиловать чеченского мужчину. Это нормально? Это по исламу? По сунне? Подожди, Винни, подожди. Да, я заматерился, я приношу за это не материться. извинения. Вы хотели провести половой акт по сунне Мухаммада. Вы это сказали на весь эфир. Что на Красной площади вы изнасилуете чеченского мужчину. Зачем вы это делаете? У нас на нашем языке есть такие скверные слова. Они не имеют... Не-не-не, на чеченском языке такого нет. В чеченском языке такое не говорится. Это последние 20 лет такие русские, русскоязычные подружки, русские ахлюсунчики, мусульмане, православные. Это они вводят. У нас вот сейчас оккупационная власть русская, которая на территории Чечни, они этим занимаются. Они развращают, насилуют нашу чеченскую нацию, наших девушек, наших женщин, одевают в эти арабские одежды, хиджабы, насилуют наших чеченских мужчин, потом их преподносят как гомосексуалистов, как геев, представляют чеченцев как голубых. Это вы, мусульмане, которые под русскими ходите, это все нам навязываете. Зачем вы это делаете? Вы же сказали только что буквально час назад одному чеченскому мужчине: я тебя изнасилую, а если по-чеченски выразить, эсунки идут к Красной площади, хавотик. Это нормально? Вы возбуждаетесь на чеченских мужчин? Вы кто вообще? Вы активны или не активны? Вы пассивны? Зачем вы такое вообще говорите? А потом вы заходите туда через час и говорите: я защитник нравственных ценностей чеченских. Почему тут заходят к вам русские православные ахлюшка-мусульмане, мухаммадовцы, которые кверхузады, заднеприводные, которые занимаются этими жопными делами и держат во рту член своего отца коренными зубами? Говорите, почему вы им разрешаете материться, сквернословить? Как мы можем им запретить, если они такие, как вы? Вот объясните нам. Или крестик сними, трусы Винни, слушай, я когда сюда зашел, я слышал, как вы разговаривали изначально, и я тебя спросил, здесь есть женщины? Мне... Но мы же не говорили, что мы с мужчинами будем заниматься любовью. Когда не говорил, что я буду с мужчиной заниматься любовью. Красная площадь, Красная площадь, او روسيا وروسيا ويا Красная площадь, موزة ليلنا وقامات ثلاث وقت أمون عيار عيش يا مروة عواش حوايتان تيتقدك إيشاوا Подожди, 10 минут, подожди там. وين 10 minut ده توقع وش ساعة تسوق لا تشول عن تيتقدك دون أمون دبلا وكازاخستان ساعة مو يعبلا بيدفيل بلا يبنتي ومات بلاد. Опа, над معي психолога могу тебе посоветовать. Криксаун, عوضا نحقق نعيري مبوا ومجون يسول.
ها اوه تعال كان شباب شرمش انت سو تشوا سوا قيشلا تعال سو صف تشادك ديت مك شمالون لطت بيدراشي يا يلا لطت بيدراشي يا يلا هذا يا ده حال يلش خينا لتنت ناس قيتر درون ناوي كنت خذها وصل خذها يس لطت ولا حياتي حياتك حياتي يقطع اسحن ديت تقط يقدر تدخل اي عايد ديت تقط كي منت بلعو هو كانت هو الروس بلعو الروس وغير عين ديت تقدر متى رسس بيدرات تنتر الكشلات شقصو موزل يخشع حيولا حياتي عن لوك حياتي عن ديت تقدر حيوانات عبيجان الارتداءات حتى مون ديتن الارزان كاتوش حقوق ديتن دول بلاد جيبوت انا سيجمون كنت واعي يسمى شيء الناس بالكلام كنت واعي Usaldina mek şmadırız. Usaldina kiyeda mek kiyedzok halata biko evlat mek bagda mek nasıl av hizo mek eş haaminik aminik qara busalna buqış eş busaldin ha amadin her öbür daxiyatsa daxiyatsa ojo daxiyatsa kliks daxiyatsa Fransa Paris'e baskan sayarmış bin muallatiga takir ve takir kak vazgeçliyor. Çocuk busaldin diyeceksin. Ладно, ты бусал дин дук лица, свободи, хотя бы цешь, ладно. Çocuk busal din хотя бы цешь, ладно. Да ног челдич. Хайцок моде ладов, ногчел эс амур душу, свет ладота. Хадот сво вауан, Франция, Парижа, цатаг халяц, хейзевин. Киедеди, ногчел убо, шушу, эш дюцек диц на шуцу. Леонхат, ахбохал динаунцу, Парижа. Кантаган, иностранец, свой француз, свой цун, киедеди, ногчел кантушу. Tırmaçı ne başı? Miçidin var abi, atma bila, miçidin var, tıkı tersi. Suna yedine çok yedi o tırmaçı, o da baskan vat. Şimdi yedin hıyarlı latsiga Fransuz. Tak diyekaz diye şu inofçuş. Va Allah da madayış ki yed boş. O şu iz mezk çuhe, mezk çuhe, da çuhe. Şaş amuş do. Eş deş hiyamış bu. Şu korança yedin do iz. Şu muzmahmudu lelo şundu. Eş bu saldina mıçlı boş. Naran kiega do şişe doleş. Baga us şemeldik deş nokçata yok. Majinca kiega yok vahi. Ona kiegdina boş. Açma uiz nasıl av. Ah kiegdin haynsakı çatilo servazer ha. Uy koyç. Ah kilo çduy edel şedik boş. Açma yuşu kiega şu akışı. Şu kiega do kucakta. Ha? Kudu şu av. Niçadı şu din. Kuyu eşiğicek. Şu şemel o kiega yok kuçuleo. И музей Англии, и Коран, они слышат, пидора, шеш, латентный, активный, пассивный. Что это говорит? Как моя ишку чаще ехать, что это целишь? Es nochчел амур душу. Шун er nochчел гойч, дозич, du es больш был кой бой, шун да вот и шу лейши, хоч du кети шун хуак, хагу, шехтрел, кам дуар nochчел кам. Шун хуак, штек дуй тохар, дитстел, хаштан, оли nochчел, вот а бит цени, дател, датаретан душун. Şu hekal duy kuat mi hekal ya hekal daçu. Şu kiyek arkşu. Şu kiyek doyt humşu. Gaz kış kiyek doyt şliyo şu kutaçu ya sakiyek geron. Şa gaz kış ya huma yaz gaz kış yentiyoruz bu. Şa gaz kış halasda bak gaz bu kadar boş. Aş kiyek arkşu kuçu yenil kiyek agirin şu senil pidaras bu sol büyük boş. Patriot России yuşun iskuçun. Ник yerşutsun. Patriot России gaz kı bırakıyorum. Ta pidaras yukşusun. Ta pidaras apçu yenil pidaras yaz. Ряли бошел, лопас бусал дин даже шлялил, капшара, кунюкихен, алил, пидорас юшон из пошляча. Пиджак, ногчи зудрышки, арбой, пидорастический, карпан дохардуй, ногчи кышну эш. Ногчи зудри бить эш. Шу ногчи зудри хуюцаха, эш ногчи зудрыши сила динеш. Эш хун кусит, арбойши, бьер, динчадл, дохар, ногчи зудрышки, эш му кусит. Шу нах яц, шу кекар кшу, шу кишки гацеяк садол. Şu kiego umsa yuş hamadardi. Şu mezgi dağı çekigo şaladeç. İya çekiga tüksakıç. İman şamel basrate davulila tipsa tiber goz madin Mahmud. Ve iyerdani hayano fatka. Şu şadeş ot arbo makat. İya şu çakaya hayat kitan pidara şu hey. Şu kiego umsa yu madardiç.
يجيب لأن أصغر شو تيجي بيجداد خاتي زديش القاعد مو بوفش هذا كيدا ده حد واحد شو شو كيدا هم شويو هاي شو كيدا هم شيو بوصل تاج وبوصل تاج هو أديشا يديشا بديشا خد حلاوة دعيت بيدا راسي بوصل وبوصل كيدا خدش بوزير بيدا راسي بوم أنسى كيدا نوختش أمت يا غيرشات وكيدا هم يو كيدا وكيدا هم يو عن كيدا شو كيدا نفسيولار حسامlar metren kırvar hamet ya genç ya şu kuşun ne olsun bir arası kida doyş sen kida doyş şu ya nofçukam kida doyş ya dat ne şu eş de andat nofçukam eş vardı na dat şu bakıyor dat şu kida şu vay şu şu ne şamel o kida şu bulyo şu mal kida şu şamel kida doyş bu kadar için kida hala doyş ne şu malış شو بيدرش استنى متى بعد دوش دات سمال حواتا بعد دوش سمال حواتا بعد دوش sen malı بعد دوش düşünüyorsun düter dat şu nahmaya şu pideraş mayu sen malın iyi ve ana sünnet 19 sura eski kaydı rumatsa bon sünnet ayat adiyşasu kitan bu ay şu nahmaya şu malik hatırda nahmaya şu Yukiyet arks, Yukiyet dort humschu boksun den hins aus Atene. İçeri Atene şu net doğada şu kiç da himşun dahu açtı şu din doziş du. Şu din doziş du şun. Şunu çağdu mu hakiyatçı şu mandı şu yuk goyç du doziş du. Doziter du. Sa dozit iş etser örgen de alar u. Saçu diyezer. Yuke nadak diyez. Nokçu bu boşul te guy. Nokçu muat biçkira doddik. Ya bu sal bu al. Ya dolşun duşun istedi şu. Bunda çeşin kiyededim. Hu ediçe kaç hala damı çıkuşun. Şekil gençler hacıdı, işkir gençler hacı. Bu salvuy. Bu. Şu kiyekle tom yok hali. Davan şu kuma boğuşlar. Kuşu bu da yok şu. Şu kayakan açlık o. Dayan iş kuşun pidaraş yaşmayla. Niş yaslı pidaraş, latnerdi pidaraş, aktivni pidaraş, kiyekle tomş, perkuzaç, задний приводный, музмамады, сам взгляд с коренными зубами. Ща надо день юкшу, пидораш, кучу гулял, аж диасияли аж. Отца, отмерша, аж и пидораш, вот эренца даёджи. Я же не вот пидораш. Новый-то, новый-то, хазир конта, новый-то, пидораш. Ayala kuşun pidorаш, kучу хрен, аж моё дина бусула дёшь. Ayala мунд. Ayala kuşun kiyeray, померил. Ayala kuşun, болшума дать. Я не чё, кучуем. Нет, что кучуем. Любовь кумадуй, хачуя, там обои. Там хачеяхни. Ай вок шука вуй. Любума яли, хачеяхни. Чебуар зушуна рышит. Чебуар зушуна рышит. Киекдой кумюшуни, ёлды чучу. Шей эстрани лозли шучушуни. Her kiyekdой кумюшуна чебуар сбошик. Шей эстрани лозли шар. Шей чумавит лишар. Наган зулми тагушун, я зуда зулми тагушун. Шей цеца яхкача юкля шушуна киекай. Onde çeşiye walksword, peki? Çeşiye walksword. Şu ruha ece şu bir de maçı şu kama şu nu. Şu walksword. Şu du dogs. Şey ilk dogs dat is dok dietsen der euro der kan der. Die dat ja şu dogs dat. Ja on is kuchu. Şu boş mu dat. Şu hele çıkaran bir dur. Çabvar ziyad. Çan khawdiyo. Şakal. Yinohtimata. Şakal. Çabvar ziyad. Çan khawdiyo. شو شو بديش Çan khawdiyo. Çabvar ziyad. Çan khawdiyo. Şakal yo. وين قاعد مع شكل مو شكل مو وين شكل مو لوش ما ده شو شكل مو انا غدو عقيد شو واحد حديث انت وين قال عون وين موت خاترة ايه عون وين موت كان خلق بو كدو ايه عيالتين عو كان خلق يو كان خلق بو كدو ايه عون كان خلق شكل يو او شكل يو عيدي دقع تارك يا قيمة يلا أبرك دا وضع تر مخل دا وايو دا ما هلا يلا Oran diyor şu. Oran
Давай мы продолжим Коран. Собрание, حجم ساعات قاسمة ساعات أواف حجم أسبوع لذرقة Abadis, ساعات sobrdinha, أواف minuta. Duyuyorsun, أشوف sobrdinha, شوف minuta. Kazimo, abadi, sobrdinha. Oberg. O mavzale yolça huma eleri. Sobrdia, şu eleri atsiga. Kazimo ne, Oberg. Инсогалли. خشو موزل يقال شو لين انت توش ديت بعد تقريد ذات بعد ما غلو من دي دقة Mavzale yolça mı? Oy. وما التوقسة Точно. ويا Ajan tak video ya. تارش يا وياك شو وقتيل ديونس خش بالصورة Video هاي ya. بيتان هاي بيتان ملور ها هاي ويو بيتان هاي بيتان Video ya. Gaitan sun atsiga lech. Omar wala. سي Tag wala. سبردال سي في كود مسومالي اسود Все, заткнись тогда, иди спать. حيكيك عكسة يشدوي حيكيك عكسة الحب وش تجرى عيول متكالا سونتي خوش كونيس احسن دالي ده هوني عدنك دوي فور دالي لون بلاد فيتر عميري البلاد آمين. Давайте зачитаем Коран. Священный Коран для мусульман. Это самое важное. Düsseldorf Watson. Karviç var, suma diye şu kuçulyal. Var. İki ek vokşlüç, ilamış, idvaklıçlüç. Met vokmazsız. Ek vokşuma da sandas. Çulyal şuçu. Bismillahirrahmanirrahim. Koran çur. İxazal ya tsanıl da olduğu bu soğuşuna var. Сура 2. Аль-Бакара, корова, 21 аят из 286. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Перевод на чеченский язык. Вся святость и мудрость Корана, Дикладориш, Мелдох Эйлмдуцучо, Мелдох Петамбу. О, люди, поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас. Быть может, вы устрашитесь. Альхамдулиллах. Альхамдулиллах. Это просто вся святость. Тут все. Это путеводитель для моей жизни. Я вот если прочитал это, я понял жизнь. Читаем дальше. Сура 2, 22 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сура 2, напоминаем, Аль-Бакара, корова, 22 аят из 286. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Мол, يقملل مال صديشنا يقملل من بار فناش تشوش حكيزو خلاص حق عشقوله نستخش نستمخل مال نستخشنا حرم ارميل سنشيو من بار داو ايش مالن اتسخوت شو دخش يسمي بيدر شات زادي بيود كان ده دوش توش عش وشو كيزو خلاص تقول كوچا عادي شيء مطبوع كيجا более лучше есть. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Так, перевод на чеченский язык. Он сделал для вас землю ложем, а небо кровлей. Низвел с неба воду и взрастил ее плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйтесь с Аллахом сознательно. Смотрите, если Аллах всемогущий, всезнающий, зачем ему предупреждать своих рабов, чтобы с ним никого не равняли? Это нормально, вы считаете? Это же просто издевательство над своими рабами. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Зачем сравнивать небо с кровлей? Зачем? Это что говорит? Что типа, значит, он берет пример с людей, Аллах. Зачем ему пример брать и говорить, вот небо это как кровля? Понимаете, какой у него мозг маленький у Аллаха арабского, истукана, черного камня? Просто вся святость, мудрость, чистота, знамение в этом Коране. Понимаете, я читаю, просто наслаждаюсь. Все там прекрасно. Альхамдулиллахи раббил аламин. Понятно, да?
Просто смотрите, он сделал для вас землю ложем, сравнивает с какой-то постелью, а небо кровлей. Ну, это уже говорит о том, что Аллах, как бы, как вам сказать, слабоумный, можно даже сказать. Нету в нем ничего умного. Читаем дальше. Сура 2, Аль-Бакара, корова. 23 аят из 286. Так, смотрим. У нас все тут слушают нас. Ага. Понятно. Читаем дальше. Значит, 2 сура Аль-Бакара, корова, 23 аят из 286. Надо просто слушать внимательно, чтобы понимать, что там говорят. Мы же раскрываем Коран, всю ее чистоту, святость для наших людей доводим, до мусульман. وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَأَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Читаем на чеченском. Если же вы сомневаетесь в том, что мы не спаслали нашему рабу, то сочините одну подобную суру и призовите своих свидетелей, помимо Аллаха, если вы говорите правду. Просто смотрите. Аллах, значит, играется со своими рабами. Снова. Если же вы сомневаетесь в том, что мы не спаслали нашему рабу, значит, Аллах допускает, что человек может сомневаться в его святости, в его слове Аллаха, в Коране. Он говорит ему, людям, просто сочините такую же суру, хотя бы одну, как я вам сочинил, и призовите своих свидетелей, как свидетелей. Помимо Аллаха, если вы говорите правду. Значит, Аллах сомневается в самом себе и говорит, если вы сомневаетесь во мне, сочините такую же суру и призовите свидетелей, чтобы они могли просидеть против Аллаха, как я. Но это же вообще что такое? Это же взрыв мозга. Разве может такие вещи говорить своим рабам? Ты же Аллах, ты же всемогущий, ты же все знаешь. Зачем тебе это надо? Читаем дальше. Сура 2, 24 аят. Из 286 Аль-Бакара, корова. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Читаем на чеченском. Если же вы этого не сделаете, а ведь вы никогда этого не сделаете, то побойтесь огня, растопкой которого являются люди и камни. Значит, Аллах пугает людей тем, что он их будет сжигать в топке какой-то, в печи. Он уготован для неверующих. Значит, Аллах, он говорит, я вас буду жечь, если вы неверующие. Если мне не верите, я буду жечь огонь, костер в печке какой-то, в топке. Ну, представляете, Аллах занимается этими делами. Ну, зачем это ему надо? Зачем? Он спрашивает, зачем ты создаешь людей? Этого Адама ты создал, Хаву создал, потом Ноха, Шмоха, этих всех пророков, чтобы их пугать, а потом их сжигать. Ой, что это такое? Весь этот процесс, эти все сказки, ну что ты будешь делать? Ну, Аллах, ну когда ты успокоишься? Хорошо, ладно, читаем дальше. Сура 2, Аль-Бакара, корова, 25 аят из 286. Прошу прощения. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تحتها الأنهار خُلَامًا رِزْقًا منها من ثمرات رزقا قالوا حدها التي رزقنا من قبل وألقوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرات وهم فيها خالدون. Читаем на чеченском. Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, тем, что ему готованы райские сады, в которых текут реки. Всякий раз, когда им будут подавать плоды для пропитания, они будут говорить, это уже было даровано нам прежде, но им будут давать нечто похожее. У них там будут очищенные супруги, и они прибудут там вечно. Как обычно, арабская сказка, блядство, разврат и, как обычно, вода. Потому что они живут в пустыне, воды у них нету. И все их мечты – это сады. Хорошо? Вот смотрите, читайте, обращаем внимание, все, что араб мечтает, бедуин.
заднеприводный кверху-зад, который 3 камешками себе задницу подтерял по сути Музмамада. Вот то, что он мечтает, тут ему это обещается. А нам зачем это? Мы же чеченцы, мы же живем в горах. У нас есть вода, у нас есть и сады. Они сами растут, у нас эти яблоки, груши. Арабские сказки. Ну ладно, читаем. Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. А что такое праведное деяние? Они не объясняют, что это такое праведное деяние. Хорошо, объясните мне, просто глупому человеку, что такое праведное деяние. Не объясняют. Тем, что ему готовы райские сады, в которых текут реки, не забываем. Всякий раз, когда они будут подавать плоды для пропитания, они будут говорить, это уже было даровано прежде. Но я буду давать нечто похожее. У них там будут очищены суды. Обычно блядство, хахпл, задал, очищенный суд. Нахрена это все здесь, это, как бы, упоминать? Что это такое? Это Камасутра арабская. Вы знаете, что такое Камасутра? Это индийская, это такой индийский сборник любовных сцен и плотского вожделения, именно плотской услады. Камасутра. Вот Коран это является Камасутра арабская на самом деле. Все, что вот связано с сексуальными потехами, удовлетворением сексуальных вот этих вот влечений, похоти. Все в Коране, все вот абсолютно все крутится вокруг задницы, промежности, груди, соски, глаза, ротовая полость, маленький мальчик, это все педофилия, вот этих насилие маленьких растений, маленьких мальчиков. Все, что связано, влажное, промежное, все здесь вот объясняется. У них там будут очищенные супруги, даже менструальный цикл они тут упоминают, идиоты. Они что, гинекологами работали, что ли? У них там будут очищенные супруги, и они прибудут там вечно. Все понятно, все мы принимаем, что, мы не думаем, мы это принимаем как святость. Это инструкция для жизни, для действия. Так, все время 2 сура, Аль-Бахара Корова, 26 аят из 286. Читаем, вся святость и мудрость Корана. О-о-о! Внимание! Это же для нас вообще все знамение Аллаха. Мы то, что здесь написано, все принимаем как есть и действуем по этим законам. Инна Аллаха ястахи ан ядриба матталаан ма баудатан фама фауқаха фаба ан якхида аману фаяламуна анаху алхақу мин рабихим ва ألت حناق فار فيقولون مدح أرادا الله بهدها مثلا يضل به قاتلا ويهدي به قاتلا وما يضل به إلا الفاسقين. Читаем на чеченском. Воистину Аллах не смущается приводить притчи о комаре. Аллах сочиняет про комара. Вот Аллах, значит, из всех земных созданий, из всего того, что он создал, пример приводит комара. А главное, запоминать этот Коран, это до скончания человеческого рода. Там ничего нельзя изменить. Видите, как это важно. Комар. О комаре или том, что больше него. Те, которые уверовали, знают, что это истина от их Господа. Те же, которые не уверовали, говорят, что хотел Аллах, когда приводил эту притчу. Посредством нее он многих вводит в заблуждение. Значит, Аллах обратно вводит в заблуждение. Понимаете, Аллах вводит в заблуждение, а многих наставляет на прямой путь. Одних он вводит в заблуждение нарочно, а других он наставляет на прямой путь. Это что такое за Аллах? Что это за Бог? Значит, он вводит в заблуждение. Понимаете? Кстати, у нас в гостях Молта, Аббат. Вы нас слышите вообще, Аббат? Как вы его? Хорошо нас слышно или нет? Дайте обратную связь. Ладух, что салам машал, дума сяга. Чё, дик ладух, шуан саля. Все, значит, вы нас слышите. Так, продолжаем. Значит, вы понимаете, да? Давайте я зачитаю без комментариев. Вам будет более ясно. Воистину Аллах не смущается приводить притчи о комаре или том, что больше него. Те, которые уверовали, знают, что это истина от их Господа.
Те же, которые не уверовали, говорят, чего хотел Аллах, когда приводил эту притчу. Посредством Он многих вводит в заблуждение, а многих наставляет на прямой путь. И посредством не только нечестивцев. Вот. Вот такие вот дела. Вот Аллах, значит, вводит в заблуждение. Вводит в заблуждение. Понимаете? Вводит в заблуждение. Вот интересно. Просто интересно. Зачем вводить кого-то в заблуждение? Я просто сейчас сижу и думаю, я на самом деле думаю об этом. Я просто каждый раз, когда читаю вот эти вот глупости арабские, я себе задаю вопрос. Неужели я неправильно понимаю? А тут смотри, вот смотри. Посредством нее он многих, как будто комара выдумал. Нахрена нам нужен этот комар вообще? Посредством нее он многих вводит в заблуждение, а многих наставляет на прямой путь. Но это какая-то несуразица. Прошу прощения. Однако вводит он в заблуждение посредством не только нечестивцев. Зачем эти нечестивцы? Почему всегда такая игра? Почему Аллах всегда старается кого-то обмануть? Кого-то ввести в заблуждение, кого-то поставить на путь истины, с кем-то кого-то сравнивать. Какое-то странное поведение у этого Аллаха арабского. Черного истукана, идола. Салав, он имеет в виду, что посредством комара, походу, этот комар есть шайтан, раз он вводит в заблуждение. Ну, понимаете, дело в том, что шайтана-то тоже не существует. Это же тоже выдуманные сказки арабские. Просто как они... Я сам лично видел шайтанов, брат. Это может быть яры в обличии шайтана, а? Я комару имею в виду, это и есть шайтан, я их лично видел. Хорошо, ладно, все. Я не буду ставить под сомнение. Кстати, к нам присоединился ССС. Почему-то он жестко тянет руку. Видать, он хочет выразить свое несогласие. ССС, у вас есть комментарий к этому аяту? Продолжаем тогда. Давайте, сура 2 была, 26 аят, и плавно переходим к 27 аяту из 286. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Читаем на чеченском. Которые нарушают завет с Аллахом. После того, как они заключили его, разрывают то, что Аллах велел поддерживать. И распространяет нечестие на земле. Именно они окажутся в убытке. Хорошо, я принимаю это. Но подумайте, вот сами люди, дорогие мои братья и сестры во Христе. Вот зачем Аллаху, чтобы с ним заключали какой-то завет? Хорошо. Допустим, Аллах, которого мы никогда не увидим, который вездесущий, всесильный, всемогущий, но все равно заключает с нами какой-то завет. А мы осмеливаемся нарушить его, понимаете? Может быть, как они заключили его, разрывать. То, что Аллах велел поддерживать, и распространяет нечестие. Я задаю себе вопрос. Что я могу, как раб Аллаха, как ничтожество на этой земле, то, что все был Аллах, распространять как нечестие? Я просто себе задаю вопрос и не могу понять, что такое для Аллаха нечестие. Именно они окажутся в убытке. Как обычно арабские сказки, торговля, там, купля-продажа, убыток ищется. Зачем Аллаху делать так, что я был в убытке? Он же меня все равно сойдет в этом аде. Ну какая несуразица, ну какое мракобесие, ну какие сказки. Они же вообще нелогичны, эти сказки. Там это такая бессмыслица. Там нету никакого смысла, абсолютно никакого смысла. Вот абсолютно нет никакого смысла. Но мы читаем, мы все-таки стараемся понять всю истину, мудрость и святость Корана, потому что это является священной книгой всех мусульман для скончания рода человеческого. Читаем сура 2, Аль-Бакара, корова, 28 аят из 286. Аллаху Экбер. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Вот это вот тума, юмитукум, тума. Повторяется 3 раза тума. Так, переводим. На чеченский язык для чеченоговорящих мусульман, так называемых верхузадов заднеприводных. Кстати, напоминаю, мы войну с исламом не ведем, с исламом, но мы ведем просветительскую работу именно в чеченоговорящем сегменте интернета и в чеченоговорящей нации. Чеченцев, среди чеченцев. Мы доводим всю истину, святость и чистоту Корана. А вот другие национальности... Но, смотрите, этот вопрос всегда приходит к нам, дается. Видать, этот Мухаммад, когда поехал... Да, когда он поехал в Иерусалим, он первый раз в своей жизни увидел корову. И для него это было очень странное существо. Потому что он всегда на верблюдах ездил. И он увидел это и сказал: аль-бакара, корова. И так вот это шло. Такого смысла там нету. Он идет, потому что он макабист. Бака, серьезно, дочь, ну я. Я серьезно, да, говорю. Он в Иерусалим, Аль-Кудс, он же торговец, уже эти караваны водил. Да это, гинцагалатун. Да, он никогда не... Там же нету в Саудовской Аравии коров, там же жарко, песок. Куда? Какие коровы? Они же мочу пьют верблюда, моются мочой, пьют молоко верблюда, едят это говно верблюда. Баран И тем же отапливают. Баран овштек, да, дуешь. А нет, баранов нет. Да. В пустыне тоже баранов нету. А баранов у них там они видели, где евреи жили, там они жили. Там в пустыне нет баранов. Баран не выживет, там же жарко. Там только верблюды. Так, читаю. Смотрите, перевод. Как вы можете не веровать в Аллаха, тогда как вы были мертвы? Ну, это вообще какой-то... Ну, ладно, я читаю до конца, потом комментарий. И он оживил вас. Потом он умертвит вас, потом оживит. А потом вы будете возвращены к нему. Это идиотизм. Это идиотизм. Ну, как это можно вот это сочинить? Смотрите, просто смотрите, читайте. Как вы можете не веровать в Аллаха, тогда как вы были мертвы? Если ты мертвый, как ты можешь верить в что-то? Ты же мертвый. И он оживил вас. Потом он оживил нас. Он каждому подходит человеку, несколько миллиардов нас, со всю историю человечества постоянно нас оживляет. Оживляет нас, каждому подходит. Ты оживись, ты оживись. А потом он умертвляет нас обратно. Такой оживил, умертвил. Потом снова оживил нас, а потом вы будете возвращены к нему. А потом возвращены к нему к вам. Мы ему в очко задний проход войдем, что ли? Куда к нему возвращаться-то? Кому? Вот зачем? Он нас убивает, умерщвляет, оживляет, умерщвляет, оживляет, а потом возвращаемся к нему. Куда? Куда столько людей? 8,5, допустим, сегодняшнее число людей. 8,5 миллиардов людей. Он куда собирается их возвращать? А те, которые умерли до нас, и те, которые умрут после нас, страшное дело. Давайте дочитаю снова, чтобы вы поняли вообще смысл чего. Вот это сказка вообще непонятно. Как вы можете не верить в Аллаха, тогда как вы были мертвы? И он оживил вас. Потом он умертвит вас, потом оживит, а потом вы будете возвращены к нему. Весь смысл. Вся чистота и святость Корана. Вы представляете, какая там сила и мудрость? Я должен сейчас в это верить и ходить. Счастливый такой, с улыбочкой. Так. А это все время вторая сура Аль-Бакара, корова. Был 28 аят, и мы переходим к 29 аяту. А сейчас мы читаем 29 аят. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Читаем. На чеченском языке. Он тот, кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и... Я не могу удержаться. Вообще, эти арабы такие, они конченые гниды. Они вообще людей за идиотов держат. Особенно это музмамы. Я просто смотрю, как они могли такие вещи сочинить и полмира этими сказками накормить. И люди верят. Они просто смеются над нашим интеллектом, над нашим разумом. Смотрите. Снова читаю. Он тот, кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его 7 небесами. Ему известно о всякой вещи.
Смотрите, сейчас разбираем смысловой. Он тот, они говорят, кто сотворил для вас все. Хорошо, охтылот, то есть. Аллах уис, ушамел, и гвайдини губос. Охлакта. Ах, Бог, что и Аллах вати, и каменный идол арабский. Музгамал свой, видите, он вати. И Аллах ух, пиглик, вистрой, штихадеш, к небу обращается, циндихадаса, и сделал его да, ворх пигал, ёптусма, аллой. Аллах пигал, Аллах вати. Ворх пигал, хилиес. Ах, пигал, бигду Аллах, ах, Богуще, все, ворх пигал, хилиес. Ему известно о всякой вещи. Ах, Аллах, ашамел, декабу. Видите, аллей, лима, оргер, альмутига, да, маха, сон, ищады. Снова читаем на чеченском языке, чтобы было понятно. Он тот, кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его 7 небесами. Ему известно о всякой вещи. Вот Аллах обращается. Аллах все-таки просит. Он не приказывает, он не творит, он не создает вот так вот по щелчку пальца, а все-таки просит. Да? Но здесь он признает, что он просит. Кстати, напоминаем нашим слушателям, мы читаем просто аяты так тупо, вот так вот читаем, зачитываем, без всяких тафсиров, не стараемся что-то изменить, никаких поправок не делаем, просто читаем, как есть, и дальше идем. Мы просто зачитываем Коран, суры, аяты и все. Никаких тафсиров, никаких хадисов, потому что у нас нет времени. Потому что они же говорят все мусульмане, просто бери Коран, читай от Корана, доку, омдон, читак, Коран, деши, случайно, омдон, валардисан, омдушон, наука, техника, физика, там, все в Коране. Вот мы тоже сидим, читаем больше, ничего не делаем. Просто берем суры, аят и читаем, и прогрессируем, и становимся умнее, и становимся лучше. И вся польза для нас. И становимся мы вообще, как сказать, самыми конкурентоспособными в мире мы стали чеченцами. Еще раз напоминаем, мы не ведем борьбу против ислама, но мы доносим всю силу, святость и мудрость Корана, слова Аллаха для наших чеченцев, потому что мы должны все донести как есть, и пускай этот арабский, вот этот развратный ислам идет к себе в пустыню туда, в Саудовской Аравии, и к русским православным туда, в русское болото, вот это черная дыра, называемая русским золотой кольцо, и пускай там устанавливает себе русский православный арабский шариат. А чеченцы никогда больше не должны говорить и думать, что они мусульмане, потому что им должно быть стыдно просто при упоминании слова Алляха и сказать, что мусулму яча, что кюзганча, что кегдует хумаю, тогда действуем, хо адича халчхала, вот такие вот мусульмане. Но мы другим мусульманам, так называемым национальным, там, восточные соседи, даргинцы, аварцы, кистинцы наши чеченцы, конечно, их мы не можем исключить. Там, кумыки, нагайцы, там эти кабардинцы, черкесы, арабы, турки, шмурки, русские, там все разные национальности, которые мусульмане, казахи, таджики, узбеки, уйгуры. Пускай верят. Мы наоборот им будем покупать Кораны и строить им мечети. Но к нам пускай они не... Вон Дон Ахчи тоже, мы ему сделаем... Кстати, Дон Ахчи с нами? Так, подождите, посмотрим. Дон Ахчи тоже наш так называемый, не наш, русский православный ахлюсунщик, музмахмадовец, бандит-террорист, который живет в Украине. Ему сделаем обрезание и посвящаем его в исламскую веру. И он станет самым сильным мусульманином. И сделаем его имамом соборной мечети в Киеве. Нет, для такой... Брат, для такой должности, то тогда ему придется на корень сделать это обрезание. Да. Ему сделаем это обрезание под коренной, как у мусульман. Да. И ему купим Кораны, пачку, вагоны Коранов отправим в Саудовскую Аравию. В Киеве он откроет мечеть и будет там устанавливать украинский православный ахлю-сунна шариат. Альхамдулилля, раббиль. Так, читаем дальше. Ахчи, вышли, я сам куплю все. Ага, все понятно. Слушайте внимательно. Мы вас просвещаем. Вы будущий мулла, имам Киевской православной соборной мечети. Так, Аль-Бакара. Сура 2, Аль-Бакара, корова, 30-й аят. Оно в чем отведяхче? Аль-Бакара, яхбо, душумис. Хай итто аят, душум. Бибай, ди остраял аят, юха. Бисмилля. Аллаху акбар. Вся святость и мудрость Корана. Буцигам есть конкретно. Да. И уши якбуз, они его доили. Они ее, то есть, доили, корову туда. Так, читаем. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
قالوا أتنزل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Читаем на чеченском. Вся святость, мудрость и чистота Корана. Вот твой Господь сказал ангелам: я установлю на земле наместника. Они сказали: неужели ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие? Все, извиняюсь. Нечестие и проливать кровь. Брат, а откуда ангелы знали? Откуда это знали? Ангелы, если он не был еще сотворен. Да, смотрите. Тогда как мы прославляем тебя хвалой и освящаем тебя. Он сказал: воистину, я то, чего вы не знаете. Вот каждый раз он говорит: Аллах, нечестие, нечестие, нечестие. Но он не дает четкое определение тому, что он подразумевает как нечестие. Почему Аллах не говорит: вот не делай это. Почему такое слово такое, знаете, общее слово, общий термин нечестие? Хорошо. Нечестие. Ну что он хочет этим сказать? Вот непонятно. Постоянно вот какая-то тупая, глупая недосказанность. Нет, срулит-то, да. И в глазах простых обывателей он себя показывает каким-то тупым, это Аллах на самом деле. Давайте зачитаю без купюр, без цензуры. Вот твой Господь сказал ангелам: я установлю на земле наместника. Они сказали: неужели ты... Смотрите, вот просто комментарий не выдерживает. Зачем Аллаху какого-то наместника устанавливать на земле? Ну нахрена Аллаху это нужно? Ну нет, Аллах его устанавливает. Хотя он всемогущий, всезнающий, вездесущий. Но он это делает. Смотрите. Вот твой Господь сказал ангелу: я установлю на земле наместника. Они сказали: неужели ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем тебя хвалой и освящаем тебя? Он сказал: воистину, я знаю то, чего вы не знаете. Аллах с людьми спорит. Так, он говорит своим людям: вы не знаете, я знаю. А мы же не должны знать, мы должны просто верить. Зачем мне знать? Аллах же знает лучше. Ну, какой-то Аллах странный тип вообще, непонятно. Какой-то арабский Аллах на самом деле, да, музмахмадовский, лжец. Кстати, я на сегодня закончу зачитывание Корана, потому что мы сегодня очень много дискутировали, хотя у нас цель программы сегодняшних прямых эфиров была зачитывание просто глупо, тупо, вот так вот, как есть Корана, но к нам присоединились сегодня музмахмадовцы и срывали нам постоянно прямой эфир. К нам присоединился русский ФСБшный каторжник, беглый, убийца, маньяк, насильник, тоже музмахмадовец, Дон Ахчи, у которого наш боевой фронтовой журналист взял интервью, вывел его на чистую воду, также Карпенко, Залупкина. Но все-таки мы смогли зачитать. В следующий раз мы будем зачитывать тоже Коран, суры. Не забываем, все наши прямые эфиры будут посвящены изучению Корана. Каждый раз мы будем зачитывать суры и аяты из Корана. И доносить уже сначала доволен духой, да, чистоту и мудрость. Мы уже с первых сур, да, с первых сур мы дошли вот до сюда. И каждый раз, когда мы будем выставлять на наших информационных площадках наши прямые эфиры, мы всегда будем говорить, от какого аята мы начали и до какого аята дошли. Таким образом, мы дадим возможность всем нашим чеченским так называемым музмахмадовцам прийти к истине, и чтобы они поняли вообще, к чему и как они поклоняются, во что они верят. Это наша задача первоочередная. А теперь, если у вас есть комментарии, вы можете пока прокомментировать, а потом мы завершим наш прямой эфир. Сура 2, мы это будем писать. Сура 2, 30 аят. Сура 2, 30 аят. Я вам обещаю, если меня Аллах к себе не призовет, а я являюсь его рабом, я вам обещаю, я буду до конца читать этот Коран, до конца все 114 сур из 6856 аятов я вам зачитаю как есть. Без купюр, без табу, без цензуры. Все как есть. Иногда буду делать маленькие такие комментарии. Я буду такие маленькие комментарии, без тафсиров, без ничего. Буду читать как есть просто. Тафсиры, там, хадисы мы не будем ссылаться, потому что все мусульмане говорят, просто читай Коран, ты поймешь. И вот я просто читаю Коран и понимаю все. А так, такие маленькие комментарии интонационные буду делать, а так углубляться не буду. Просто читаем, просто тупо, глупо читаем. Потому что там вся святость, мудрость и чистота в Коране, в слове Аллаха. Да, завершайте, Абак, что вы хотите сказать?
по-любому, до конца масту тебя всего, массурду тебя. А 14 сур, 6856 аятов. Короче, каждый раз, если полностью тебя передачу и еще программ, хотя бы ходи при сурдат, здесь обсуждать. Сегодня мы зачитали 10. Вот, Мы зачитали 30. вот 10, 15, 10 вещь. Это معنش دوي سقيتر مدو دقوادك قيتو أبسنت تخوتشو أبسنت تشتاق نقش ماتن غاسق ماتن ألش ديكو قيتنا أتن سمسلي أتسقيتر دق بانش سنة دو أتر إش داتي إش تالي ألي تسمعك فورمي преподнести да марс да مدر أب موخو каждый дош دوي از ابسودیت دا قوچو خوچو اش دوی اوش چو دیک خیدو دا چق دا دیزو دا مولایو خوی پکرانه میری و دیش نه دوی با ایشوش بقوی دوی Иншаллах, Рахман. Иншаллах, Рахман. Вени Видивичи. Да, слушай. Do you mind if I speak English? I have something to tell you. Listen, you know your emotional speech earlier on when you was calling everyone gay. You made upset a lot of people, wrong people. Это наш друг Рус Леонхард выступает. Мы ему даем слово. Он сейчас хочет на английском с нами говорить. Сейчас он находится в Бишкеке. Хотел изнасиловать чеченского мужчину через задний проход на Красной площади. Но ничего страшного. Мы его тоже любим. I don't know who is the Rus, the lion-hearted. I gotta tell you this, man. You have upset a lot of people, wrong people. And it's principle now. You will have to answer for your word. You know, because you are Chechen. You will have to answer for your words. And the next time you speak over the phone, count 24 hours and your ass is gonna get smoked. Хорошо, понятно. Спасибо. Огромное вам благодарность. Junge, ich habe gar nicht verstanden. Was hast du geredet? Kannst du dein Mikrofon aus dem Arsch rausziehen und sprechen normal mit deiner eigenen Stimme? Ich höre das gar nicht. Das sieht so aus, als du hast dieses Mikrofon in deinen Arsch gesteckt. Да, мощно, ребята, работает, мощно. Кстати, Дон Ахча, вы приняли ислам сейчас? Вы стали мусульман? Вам делать обрезание или нет? По сунне Мухаммада или нет? Наши. Нас сегодня подвергли беспрецедентной атаке. 4 раза нас почти практически выключали. Не функционировал Telegram, включила система, но мы все-таки смогли продолжить наши прямые эфиры. Дон Ахча, вы с нами или уже боитесь за свой музик, что вам его обрежут, вы убежали? Или как? Achtung, dann Führer, geht der kaputt. Дон Ахча, вы переживаете, это будет безболезненно. По сунне Мухаммада вашу плоть отрежем как надо. Не под корень, а так слегка, чтобы все-таки что-то оставалось там. Не переживайте. По сунне Мухаммада, по исламу. Вы же у нас сунжинский Талев, где этот Урус, я не знаю, как его. Все, уже отправили его, хватит, пускай. Нормальный парень. На Красной Да, он площади. неплохой. Меня Неплохой парень. Я уже замучился, где он, плеваться, где он, тут, где он. Не, нормально. Вы его уже все, он понял. Он понял, что он не туда, не по адресу. Меня уже ГБшники уже выкинули, где он. Что ты долго плюешься, где он налево. Я говорю, чтоб это не сглазит у нас так принято. Ну, они уже не понимают, меня уже выкинули. Я уже тут замерз, где он, на Красной площади. Где этот черт, где он, это Росмус, что он, или его там подвижник, или там, не знаю, как его-то.
кого он там хотел отправить. Он. Он понял, что не по адресу, он успокоился. أحوه والش بين أديش مدر أبوه رباط شان حالة وديت عديت حبة أخبرني مو بات وديت Совова Владимирович волч بين чему дать глак ешдош дать so чуха я хан мовер аду ауда лешо аду шил мою Москва Владимир Владимирович Ильич Боралия Мирварата Сунад Ульянов он се бач безмно хамы не стадион ара рус урус хуяри чуни тегаци окскунти се бач безмна Русия тара ара безма басова кадион рус мат Довгас мададион урус уже ревацорез электро Перед тем, как завершить наш прямой эфир, зачитаю очень хорошую историю арабскую, чтобы было понятно, о чем речь. Вам будет интересно. И потом мы завершим наш прямой эфир. Альхамдулилля, раббил алямин. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Али ибн Абу Талиб. Это так и называется. Али ибн Абу Талиб. Кому интересно, пожалуйста, мы зачитаем. Али ибн... Да. Так, прошу прощения. Кому надо, мы скинем сюда в печатном формате. Можете читать вместе с нами. Мы не скрываем эту информацию. Мы все выкладываем как есть. Без купюр. Альхамдулилля, раббил алямин. В отличие от этих мол, да. لو أسم بوغر إيش الزاير زليدون أستم بغيت مويستو أتعويش شو نعرف وقلات شتاو شتون وين إير لا تشوتيستو طبيعية وقلات مويستو ديون أو زاد عدنا بنتين جاكتا لا منادنا كلا سوملاتش مو لا شوتي ما توصل ديون Прекрасно. Ваши труды будут зачтены вам во благо Аллахом, у Аллаха. Читаем. Али ибн Абу Талиб. Для наших слушателей мы выложили это в печатном формате в нашу ленту. Пожалуйста, читайте вместе с нами, проверяйте. Мы от себя ничего не сочиним. Али ибн Абу Талиб, ибн Абд аль-Муталиб, ибн Хишам, ибн Абду Манаф, ибн Уссайю приходится двоюродным братом пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Он получил прозвище Кунью, значит, Куни это прозвище. У всех мусульман, как у псов, как собак безродных, есть всегда Кунья. Понимаете, поэтому все мусульмане, вот там Джамулат Сулейманов такой-то Абу, все вокруг него Абу, у Заки Ахмада тоже Абу, Бабу, Мабу, Абу. И видишь, он Хатаб такой-то Абу. Даже вот эти мусульмане, например, Шамиль Басаев тоже Абу, кем он там был? Шамиль Басаев. Абу Идрис, вот, да, Абу Идрис, там Аслана Масхадова дали, Халид, это все тут арабское, как сам, как собакам. Кунья называется. Прозвище Кунью Абу Тура. Он получил прозвище Абу Тура. А по имени старшего сына его звали Абу Аль-Хасаном Аль-Хашми. Али, да будет доволен им Аллах, родился в Мекке за 10 лет до посланческой миссии Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и воспитывался под опекой пророка Мухаммада. У отца Али Абу Талиба была большая семья. Когда в Мекке начался голод, Мухаммад попросил своего дядю Аббаса, да будет доволен им Аллах, пойти вместе к Абу Талибу и предложить ему отдать к ним на попечение по одному из его сыновей. Так он хотел облегчить Абу Талибу содержать детей в то трудное время. Аббас охотно согласился с предложением Мухаммада. Они вместе отправились к Абу Талибу и предложили ему свою помощь. Аббас взял к себе Джафара, а Мухаммад взял Али. И он все свое детство прожил в доме посланника Мухаммада. Саллаллаху алейхи вассалям. Когда началась пророческая миссия Мухаммада, 10-летний Али первым из детей уверовал в него. По различным цепочкам рассказчика передается,
что когда посланник Аллаха Мюзмама призвал курайшитов к исламу, и они отказались принять его призыв, он решил, что ни от кого не получит помощи. Тогда Али ибн Абу Талиб с воодушевлением воскликнул: «Я, о пророк Аллаха, буду твоим помощником». Тафсир ат-Табари. Читайте Тафсир ат-Табари, там все это рассказывает. Ссылка. Али ибн Абу Талиб прославился своей смелостью, храбростью и отвагой. Больше всего это доказывает его поступок в ночь, когда посланник Аллаха Мюзмама отправился в хиджу. Он остался в доме пророка Мюзмамада, подвергая свою жизнь большой опасности. Али переоделся в одежду пророка Мюзмамада и лег в его постель, зная, что в эту ночь язычники договорились напасть на Мюзмамада и убить его. Выполнив свое задание и вернув хозяевам все вещи, отданные пророку на хранение, Аль-Вадиа, Али отправился вслед за ним в Медину. Али хотел жениться на Фатиме. Чух чего за уж слышал? Инцестники. Али, который жил у Мюзмамада, хотел жениться на Фатиме, дочке Мюзмамада. Да будет доволен ей Аллах. Но он стыдился своей бедности и боялся свататься к ней. Но когда Али услышал, что кто-то другой собирается присвататься к ней, он все-таки решился и пришел к пророку. Смотрите, очень интересная история. Пророк Мюзмам в то время очень богатый человек, но Али как раб у него. Хотя у него и вырастил, у него денег нету. Это комментарий от редакции. Читаем дальше. Он ушел к посланнику Аллаха Мюзмамаду с намерением засватать Фатиму и сел перед ним. Смотрите, как у них. Мюзмамадовский. Мусалдин, вот по исламу. Зять приходит к отцу ребенка, дочери, которая сватается, а у чеченцев этого нету. Это нам вообще не подходит. А тут к пророку он подходит. К пророку просит руки его дочери, он просит его дочь к себе замуж. Альхамдулилlah, вся чистота и святость, красота ислама, альхамдулилlah. Как мы можем это не принять, как мы можем это отрицать? Значит, я сегодня должен... Голодомор, да? Голодомор. Да, нет, я, например, если хочу жениться на ком-то, я иду к ее отцу и прям говорю перед ним, перед его дочерью, говорю, я хочу на ней жениться. Дай мне жениться на твоей дочери. Он пошел к посланнику Аллаха с намерением засватать Фатиму и сел перед ним. Но ничего не смог сказать из-за благоговейного страха перед ним. Пророк Мюзмамад спросил у него о цели его визита и о его нужде. Али опять промолчал. Тогда посланник Аллаха спросил: «Ты, наверное, пришел свататься к Фатиме?» Он ответил: «Да». Альхамдулилlah. Он даст своему зятю будущему, которого он сам вырастил, который жил у него всю жизнь, как ребенок, как сын его. Он говорит: «Ты пришел сватать мою дочь?» Тот говорит ему: «Да, я царь». Махазбу един, махазбу идут солдат. Махазбу Мюзмамад, махазбу из махазбу цусуннач, махазбу цумялденник. Альхамдулилlah. Тогда пророк Мюзмамад спросил: есть ли у него что-либо для выплаты махара? О, сразу базар. Караванчик, выгода, денежка. Как продать, как купить? Он свою родную дочку продает, своему же сыну, которого практически вырастил. Вот такие у нас музмамадовцы. Тогда пророк Мюзмамад спросил... Да, совершенно верно. Тогда пророк Мюзмамад спросил, есть ли у него что-либо для выплаты махара. Он ответил, что у него ничего нет. А что ты сделал с кольчугой, которую я тебе дал, говорит Мюзмамад? Спросил опять пророк Мюзмамад. Али ответил: кольчуга у меня, но она рваная и не стоит даже 4 дирхемов. Тогда пророк Мюзмамад сказал: поистине я выдал ее за тебя. Он, значит, я тебе выдал свою дочь. Посланник Аллаха Мюзмамад выдал за Али свою дочь Фатиму, да будет доволен ею Аллах. Во 2-м году хиджры у них родились сыновья Аль-Хасан, Аль-Хусейн и Мухсин, который умер маленьким ребенком. Также у них родились дочери Зайнаб и Кульсум. Али бин Абу Талиб принял участие во многих сражениях и проявил храбрость. Общеизвестен его подвиг в сражении при Хайбаре, когда посланник Аллаха Мюзмамад вручил ему 20-летнему юноше знамя полководца. В тот день своей храбростью и отвагой он нагнал страх на врагов и поверг их в замешательство. Но история умалчивает о том, что Мюзмамад ему дал это знамя, чтобы его убили вместо него, чтобы его приняли за пророка. Это что, какой хитрый Мюзмамад. Вместо того, чтобы взять знамя полководца, которое у них там это было в традициях у этих арабских бедуинов, он взял 20-летнему мудаку, которого вырастил, говорит: неси флаг. И в голове подумал: ах, вот если тебя убьют, то тебя убьют, а не меня. Вот такой храбрый был Мюзмамад. Аллаха. Посланник Аллаха Мюзмамад перед этим сражением засвидетельствовал, что Али любит Аллаха и его посланника,
А Аллах и его посланник любят его. Как обычно, любят друг друга ради Аллаха. И начинают делать свои заднеприводные дела, жопных дел мастер. Верхузады заднеприводные. От Сахра ибн Саада передается, что посланник Аллаха в день битвы при Хайбаре сказал: я дам это знамя завтра человеку, который одержит победу. Он любит Аллаха и его посланника, и Аллах и его посланник любят его. И люди стали ждать ночи, чтобы узнать, кто же будет дано это знамя. И утром все собрались вокруг пророка Мухаммада, и каждый желал, чтобы знамя было отдано ему. И он спросил: где Али ибн Абу Талиб? И они сказали: у него болят глаза, у посланника Аллаха. Посланник Аллаха делал дуа, и его глаза исцелились, будто и не болели. Посланник Аллаха передал ему знамя. И Али спросил: мне сражаться с ними, пока они не станут как мы? Посланник Аллаха Мухаммад сказал ему: прояви терпение, пока не дойдешь до них, а затем призови их к исламу. Как обычно, всегда к исламу надо призывать. Ислам. Bu saldırıcılar, kiyekdaytan, kiyekzok haltuo, bir koktevat, bu adıcı haçalavozi davo, haydi сам схалати, корм, спешсали, дават, ну, дости, чем надо, кто-то не сболся, мы знаем, да, лейхл был, мусал бы пилать был, лавы, пломба ведь не, БРТС, да, с голова, мусал бы пилать. Так, читаем дальше. Прояви терпение, пока не дойдешь до них, а затем призови их к исламу и сообщи им об их обязательствах перед Аллахом. Клянусь Аллахом, если ты наставишь одного человека на истины, это будет лучше для тебя, чем обладание красным верблюдом. Смотри, какое сравнение. Если ты хоть одного из этой банды, которая пришла против воевать, говорит, привлечешь в ислам, говорит, это будет лучшим делом для тебя, чем обладание красным верблюдом. Что за сравнение вообще? Как это так? Одного мусульманина, если он выводит в ислам, ему говорит он, мусульман, пророк, говорит, это будет лучше для тебя, чем обладать красным верблюдом. Что это такое вообще? Какой-то базар там всегда, караванщик. Муслим, хадис, это достоверный хадис. Сахих Муслим, 2006. Когда скончался посланник Аллаха Мухаммад, Али ибн Абу Талиб занимался всеми приготовлениями, обмыванием и похоронами, ибо он был одним из самых близких к пророку Мухаммаду людей. Во времена правления Абу Бакра Али стал для него самым доверенным человеком, с которым халиф советовался относительно важнейших государственных и прочих вопросов. Таким же доверенным человеком он стал и для правителя правоверных Умара ибн Аль-Хаттаба, который ни одно важное дело не начинал, не посоветовавшись с ним. Во время правления Умара Али ибн Абу Талиб был одним из 6 членов Совета Шура. Ну, мы знаем, что такое Шура. После того, как трагически погиб халиф Усман, правителем мусульман был избран Али ибн Абу Талиб. Те видные сподвижники единогласно решили, что во всей мусульманской умме нет человека более подходящего на пост халифа, чем он, и все они без колебаний согласились с тем, что именно он достоин стать предводителем мусульман. Важнейшим событием его правления был перенос столицы халифата из Медины в Куфу. Это произошло в 36 году по хиджи в связи с переездом в Куфу 4-го халифа Али ибн Абу Талиба, который оставался там до конца своей жизни. Али ибн Абу Талиб правил 4 года и 9 месяцев. В 40 году хиджи, в месяц Рамадан, когда Али ибн Абу Талибу было 63 года, он был смертельно ранен Хариджитом Абдурахманом бин Мульджимом. Спустя 3 дня он скончался от полученных ран. Али ибн Абу Талиб был тайно похоронен ночью. Сподвижники скрыли его могилу, опасаясь, что если хавариджам станет известно место его захоронения, они осквернят могилу. Ну, как обычно мусульмане делают, всегда оскверняют могилу, чем они занимаются. Аллах одарил этого великого человека выдающимися, они друг другу клички дают, арабы. Тут это хавариджиты, тут хариджиты, потом хавариджи. Все арабы друг другу всегда клички дают. Если они друг друга не соглашаются, они говорят, ты хариджит, ты хаваридж, ты малифит, ты гуняни, шафиит, мехрит, мухрит. А все они для нас, арабы, одинаковые, говорят на одном языке, в одной же той же пустыне. Они осквернят могилу. Аллах одарил этого великого человека выдающимися качествами. Этим он отличался от других. Это сделало его примером для подражания для всех последующих поколений, воинов и ученых, обладающих скромностью, набожностью и доброжелательностью. Вот такие вот истории нам рассказывают арабские. Дорогие друзья, если есть у кого реакция, у нас Чабас к нам пришел. Мы ему все-таки дадим слово, потому что это наш мусульманин, добрый мусульманин.
хороший кверху-зад заднеприводный, жопный мастер. Мы его любим, уважаем, ценим. Если хочет выразиться, пожалуйста. Тут у нас некоторые мусульмане приходят, конечно же, они хотят выразить умные мысли, но у них не получается в последнее время. Потому что мы всю святость и чистоту и мудрость Корана зачитываем как есть. Так, Донахчи, у вас есть последнее слово? Или вы уже конкретно вам тестикулы отрезать? Или все-таки вам сделать мусульманское признание? Так вы думаете? Ахчи, вы заснули? Ахчи. Вы потеряли Ахчи, кстати. Клик сразу, после вашего интервью с ним, что-то Ахчи у нас притих. Видать, ему Карпенко и Залупкин ставили по полной задний проход, говорят. Ты там болтаешь лишним. Мне кажется, они его наказали. Да, да, реально погоду ставили как это самому райскому отроку. Сура 76, аят 19. Ну да, конечно, он же наш мальчик из рая. А мальчик из рая должен выдержать любой агрегат. Аллаху Экбер. Аллах. Донни ногчимот амбеш. А? Подожди, Франция, в чем проблема? Донни Что вам? ногчимот амбеш. Интегрируется, да, это важно. А кому надо это самое? Ногчима там? Кому вы хотите, чтобы надо ногчима? Донни ахчиот саму. Да Донавчи, какой Навчимат? Он вообще даже по-украински не говорит. Какой ему Навчимат? Тем более, он говорит, я попал. Донавчи, вот вам говорит наша Франция, чтобы, говорит, вы учите, говорит, чеченский язык, если вы хотите жить в Сунжинском районе, как говорите. Алло. Донавчи заснул. У него там воздушная тревога. Оба, عملوا طلوع الولايات استشارة إمارات ناقوش ناس أتوت переговорщики, да, а формализация, шелтеешь нахватс всех. Это последнее. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Salaf. Да. Ночи будет, ночи будет. أقاتل يا أختي دوان ونادني ويري قاندوني تو мы вас типа примирили при вот оно как бы то обезьян что короче административный что наподобие алсуэл то классную фразу и запомнить лишь саму они и дегахи решен и хата нухта рабочая башир бион башин наездить что делать мы вас усмиряли типа как бы вы шо отбиш шо дикар шо отбиш дагая шо дина оташ ال اشتغل подобие مقصر وين زون دقات دوغي اشتري سلام ملوش ويتشك أبورج ملوش يوي دون أحشي دون ونعدنا خن دون أحشي دا ونعدن تعدن سكر كذاك يا ونعدن يا غرزنسكي يا ونعدن أصحابهم ما يسعى دي دقتك يون أو شيء يوش كوبانسكي عكوبان ميشرياليو عكوبان ميشرياليو بوجستون خاطر درستو توا أي دي دقتك دون شو أنا يكترين فينيري دون يكترين دون هذا شوال دون هذا تلازم شيء رشك دون هذا واش دون تعسق قيسن دون نقريت دون رشوق قيس وشو قيسن دون وين يا دون
وين شلون عاد يحكي شلون عاد وجهين بالوجه اندر جري يقول توقفوا شلون وين شلون امشي بين قناه ذات تانو تمنيت شلون يوشم بزديم شو الالوميات يتلوش خلقوي ويقع وجهني وين خلص باش ارجع لما توي بوشكين يي تلستوي هنا دي بيستاتش وش كان تسوي كلامي ويستال وي الماس هنا الله لما وي وبش وي هنا النقش بيستات الغلوي وبش النقش غلوي بوشكين قران هنا عندنا ورق هنا عندنا دون وزوز دنكو بوشكين وي هنا عندنا تولستوي دون وهنا عندنا خج مراد هنا عندنا جازن وهنا عندنا وي ايش وين شو يحكيتن ياش زاستن كذا çok şuş شوين شو يحكيتن وبقلنا سو izučittina cer قيت شو izučitni شيء فوزل دابج خوقير هذا دش إذا دش وجه دش بور إيش حقرتيو إيش حقرتيو قيت شو Гуной ворондой эрсиной. إيش وي ويعدي ميعدي بور وي قردي وتعال وي قردي تبيش ترس طيور تعيق يشو شديد دقة تاك دون تعال ترس طيور تاك دكرو اليو خلي أشياء لرتاسون هذا شو غدلا بيحكي بلا سون بيحكي بلا هذا شو غدلا إبراهيم سأل رتاسون تام تعيا يشو شريتو تعيا يشو تعيا ولدك جات هنا هذا جات ولد ورشتوي تعال ولدك Давай جات будем лучше оды петь, как Соловьев. ها Вот ваш хозяин, который сидит. هو خزاين Ченвохи, давай. Лохчи, военности, 90-х годах, в начале 90-х, да, кинокомпания, Аборка, голубой вон, если чё. Аборк, хозяин, голубой вон, он цеха. Седа была. Седа. Там пелось, да, оды пели. Лохчи, военности. مل خزاين مل وقع قلبي تزقيت Аборк, аборк. Нохчи не на все бахходы. Шо хозяин, шо лей. محمد проверено бош, их аргубах. أنا كاي بابا بدك تسوي وي دوشنا وي Вумеш, кнопкая, вумеш. لن يشتغلوا على بيحكوا وصوير محمد وين Бывший Соловьев террористов не бывает. Трусливых собак не бывает. Бывших террористов, ваххабитов не бывает. Центральный рынок называли рынки, да, женщины تبدل هل محمد بريفيرني حي حموندي يشتغل شيء محمد يعو مش محمد واتي محمد محمد ерунду не... Что ты там мелешь? Ты не обрык, ты ангела зуд казни. قاندل زود محمد هنا عندنا وقته حشيشة شيشة بطولشني شيشة تيخان حرام زن هو حورا داتن دا هنا عندنا أعمل عجي شيشة تيخان وقته دو ما بيعصون شو الله غاينا قص شيشة تي دو ما بيعصون Мужмамада отправили отдыхать, он просто перегрелся сегодня. Давайте сделаем, شو بلاد كذا شو بيجي شو بلاد ونقص شو قوم يقص شو كذا بلاد اسمه بلاد تحكي بلاد وشيء جديد قد أي شيء جديد قد وشو جديد شو شيء جديد قصد شلون ها كذا في يابانية بلاد Хорошо. Не переживайте. Это Музмаут ушел на покой. Музмаут очень смешной человек.
Этот не самый سلام дурак. Хазян. Да. А вот один канал сюда حاولت انه ريكوردين دات يو ладно قبل دايتو تسمع صح صو شاشة واخين مسنا ليشور سترات اون تحدى هم اوشو ريكوردين دات سيمالشا صح صو خان عيال ارولس نور ارولس صح صو خان يالشو دا تشورولس هروح ويك تحدى واحد افيتشوا سوبي وقت ريكورد من مصر قابل افير قندو على لتني تندات هو قابل ما شاش لي شو طي وين خدو ابرات اللي شو ست شو وقت او هذا ها حقيقة كيك دون كيك اين جونا افير دين سارس لتن латей кик эйдин лахтеруэс знаешь ради чего он поднимает руку чтобы сказать вы мудаки шо гуна нохчалгш шо гуна один хаян один шала ويوم تير دعد الله يو أبرات شا دعوتي يو أبرات كيك أيدين عشرة دوي وتسأل دين وتاكي سيديت تسأل دين دوي هر ودي ويتن داس تيك تور ترمر دوش داس ده تو دبيلو هر شو عم بيقولش يأثر هذا منتج يأثر هذا اخلصون هو زاس المزمع مدي يعني يوار يوار ويور شو كده فيه شو بلا بس هون ريالس وديتهم بس كده قطيع ده كده راش بلا وراسس كده راس عكوش بياتشو ومش عايز أصلا بس ينس ونحش تواسع كوش وثاني كوش وإنترنت شو كوش ياتشو شيء ينس تياش بلا حاجة شو ليش بورش النخرة ينس تياش شو ما تكلم لا Убарь. Лац, давай, мы знаем, ушел на покой. Все, не надо, успокойтесь. Давайте сделаем азан напоследок. Мощный азан такой красивый. Всех призовем к молитве мусульман. Пускай сразу приготовятся, задницы кверху, чтобы были. Кверху задницы, не приводные жопки дела мастера. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة خير من النوم. طبعا ده دوار مخول ده سير شو ده يكتب بروي ده نيش شو ما تسمع تخاش دروي شو ما جرر قرآن صديق شتغير شوق شو هربوصل نحشو ليش دين ديش نان ديش كيك ديش بق ديش سوتش بوش هالكيك وخدوي هرجوب نفنيل مستراش باسل موصل نا مو موشش سير مال نيش حقشو ليش سوتش بوش غاسقش لا وقت بالبو هرغاسق موتا غاسق بيش اوكرانير تحشو ليش داس وكربوصل بين شامدر تصدوج تغيش وبوصل بين شادو هيقل علم تسانو مرزل ديكل أزدنجل سيلل يتساوج تغيش ونوش القومن إنزل يشوف حقيقة ساعة أحقا هو أديش إشيطن بازر يغط يوم خير مقول الموسى بن شامدر دوزي دغاتش قرآن دي شوي إك آيات ويا إن شاء الله إيمان دو إسلام دو إحسان دو خزوة موسى بن شاء الله حميد أعدوش الله ريز وفي فالمزمع مدسون مزمع مدي تعدوش عشق دو إن شاء الله الرحمن شو تعديش دو دال والله قرآن دي شوي دو ترداتش شامدر ليش نختي ما تدخش عشق بوقبوه ربوه دال إيه حبيت كيوي مسيرة مارش لا لا أروى تعمل عبور تعمل ماكي Pardon. Ofdita. Selandı, bukwana selandı, say ervella sokurcu. Oh, say sigar kavuş laçuso. Ababuş teyana son asqi. Ve verite في Isusa Христоса هنا الناس وبخسوك أصبح مستامي как это понять бахсусук
Озба. Ну вот видите, баз. Сейчас у нас тут холода, тревоги. Видите, солнца нету. Вот летом солнце он светит. Тепло, хорошо. Вот был Христос, смотрел на нас как бы. Вот сейчас тепла нету, баз. Исчез Христос. Покинул нас. Вот так местами я его. Короче, يقعد ينضعي أقصى يوم. Резияцун ая. Asbatak تعاليتون. أراهنت. Obar Ahmel eli şedik bokduk. Eyrefi olmadı bir yatsaklı. Ey Bir de dedim reis var konuştu. ya dedim. Katsa yazı işte dolu. Da ti habiyat kıyılı mesela. Da niso katsana o temel doktu ve tam. Maş ay homi bakkoy. أمون را أمون را. نيسون كاش واحد سنة وانت خاصتك مدينتك دا في حاجات كده عندك يوش مسيرة ما شاء الله عادك ذا الويل. الله أكبر 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 الله أكبر